Включаю звук. Угу. Добрый день, уважаемые коллеги. Как меня слышно? К сожалению, технические проблемы были. Вот по новой ссылке мы зашли. Хорошо слышно? Добрый день. Здравствуйте, слышно что, да? Здравствуйте, слышно. Да, мы подключили всех основных спикеров, поэтому давайте начинать. Вот немножко смазали мы начало, поэтому, чтобы сэкономить время, коллеги, сейчас постепенно будут и другие подключаться. Илья Сергеевич, YouTube тоже как-то надо подключить. Туда ушло. Да. Вот наша секция, она посвящена воспитательному потенциалу исторического и обществоведческого образования, то есть воспитание истории, то есть тема воспитания через гуманитарные науки, она, наверное, всегда актуальна. И в целом проблема воспитания, особенно на фоне вот тех событий, которые мы наблюдаем в некоторых школах нашей страны. И, наверное, главное все-таки это не воспитать победителей тех или иных олимпиад, а воспитать, наверное, достойного человека, гражданина, патриота своей Родины. Ну, география выступающих, она широкая. Это Москва, это Новосибирск, это Улан-Удэ, это Уфа, это Стерлитамак. И вот здесь у нас как раз присутствуют ведущие преподаватели, ведущие методисты, ведущие учителя, которые поделятся своим опытом. Ну, немножко, мягко говоря, время у нас сместилось. Ну, наверное, регламент оставим такой же, потому что вы уже настроились, 15, ну, максимум 20 минут. И постараемся, чтобы присутствовал какой-то интерактив, какие-то небольшие короткие вопросы. Можно их писать, задавать на чате. Ну и давайте начинаем. Начинаем. И вот первое наше выступление, первый наш спикер. Я хочу предоставить слово Калимуллину Ришату Радиковичу и вот отметить то, что сегодня мы это мероприятие, эту конференцию проводим в рамках юбилейной даты 80-летия Антонова Владимира Михайловича, у которого сотни, и, боюсь этого слова сказать, тысячи учеников. И вот одним из таких его учеников, его выпускников является Ришат Радикович Калимуллин, кандидат исторических наук, ученый, ну и, конечно же, практик. Ришат Радикович, вы ведь с нами? Да, добрый день, Руслан Закирович. Надеюсь, что меня слышно. Спасибо за представление. Да, я думаю, что с позволения коллег мы можем приступить. Ну, да, в первую очередь хочу поблагодарить за возможность поучаствовать да, в конференции. Действительно, Владимир Михайлович был моим учителем и действительно заложил многие те основы, тех умений, знаний, которые я сегодня активно использую, в том числе и на практике. Ну, так как у нас время ограничено, да, то я думаю, что можем приступить к мастер-классу. Коллеги, в первую очередь попрошу вас также активно участвовать. Все-таки это будет не такое монологическое выступление, да, которое часто бывает на различных научных конференциях. Это будет действительно мастер-класс, поэтому также попрошу вас в нем активно принимать участие. Я думаю, сейчас я попробую запустить демонстрацию экрана. Я надеюсь, что нам будет показано. Так. Коллеги, ну, я думаю, что появилась, да, демонстрация экрана. Я думаю, что вы видите на экранах у себя презентацию. Итак, одной из главных функций учителя истории и обществознания в школе всегда, в принципе, была необходимость формирования умения ребят получать информацию из различных источников о прошлом, настоящем человечества. Как, собственно, Руслан Закирович отметил, сегодня этот навык становится еще более важным в условиях информационного общества. Собственно, решению этого вопроса и посвящен мой сегодняшний мастер-класс.
Современный писатель, публицист, философ Сергей Минаев писал: есть категория войн, в которых нет разрушенных городов и тысяч погибших. В них не захватываются новые территории или источники сырьевых ресурсов. А в качестве трофеев победивший в такой войне, он получает гораздо больше. Он получает сердца и умы миллионов людей. В данном случае мы имеем дело с войной информационной. В век новых технологий ничто не бьет так сильно, как информация. И особенно беззащитные в этой ситуации наши дети. Я хотел бы начать свой мастер-класс с проведения вот такого небольшого интерактивного опроса. Попрошу коллег взять в руки свои мобильные телефоны и перейти по ссылочке, ну, по QR-коду, да, который вы видите на экранах, и ответить на один небольшой вопрос, который появится у вас на экране. Давайте буквально несколько десятков секунд посвятим этому. Я думаю, что это нам позволит дальше развить наш мастер-класс. Поэтому прошу просто вот взять телефончики, да, подсканировать QR-код и ответить на вопрос. Так, я думаю, что большая часть уже отсканировала. На секунду посмотрим, как же у нас сложились результаты от этого короткого опроса. Переключу на секунду экран, с вашего позволения, на другой, на браузер, и мы увидим с вами, как же в итоге сложилось, да, голосование. Итак, значит, ну, смотрим. Был такой вопрос: какие источники вы чаще всего используете для поиска неизвестной информации? Ну, аудитория у нас с вами такая интересная, специфическая, да, люди, которые, в общем-то, имеют определенный такой серьезный научно-образовательный бэкграунд. Но даже наша аудитория, как вы видите, все так или иначе используют интернет для поиска неизвестной информации, да, когда у нас какая-то такая информация попадается. Дальше в меньшей степени мы уже обращаемся там, к книгам, газетам, журналам, сарафанному радио. Ну, на самом деле, конечно, это ситуация типичная, то есть ничего необычного нет, потому что даже по последним данным значит, статистических различных агентств больше 75% населения нашей страны предпочитает интернет другим источникам информации. И сразу вдогонку еще один небольшой такой вопрос, тоже попрошу коллег отсканировать, да, QR-код, и еще на один вопросик ответить, тоже такой же короткий. И я думаю, что на основе вот этих результатов двух этих опросов мы уже с вами сможем дальше сделать определенные выводы и продвинуться в нашем мастер-классе. Тоже буквально давайте несколько десятков секунд. Ну, я думаю, что большая часть уже успела отсканировать, поэтому давайте посмотрим, как здесь у нас сложилось. Вот, как он сложился в данном случае. Ну, вот здесь вот у нас был, собственно, вопрос, да, проверяете ли вы полученную из интернета информацию на достоверность. И если мы с вами посмотрим на то, как сложились ответы, так, вот сфоткаем, загрузим ее, то на самом деле достаточно интересно, что, конечно, есть люди, которые всегда проверяют полученную информацию, но как минимум, если мы возьмем, да, объединим тех, кто иногда проверяет и совсем не проверяет, то как минимум около трети, да, нашей аудитории, ну, в общем-то, не всегда проверяют ту информацию, которую они получили из интернета. И посмотрим уже такие общероссийские данные, то увидим, что на самом деле у нас примерно треть, даже больше трети всего интернет-трафика – это подделка. Но всего лишь 17%, вот если мы берем уже общероссийскую аудиторию, проверяют информацию на достоверность. Собственно, если мы обратимся теперь уже к нашим школьникам, детям, то международные исследования показывают, что ну, около пятой части, да, ребят не умеют анализировать тексты,
ну и, соответственно, не проверяет ту информацию, которую они получают в интернете, а большая часть из них также информацию берет, естественно, из интернета. Коллеги, хотелось бы значит, обратиться к вам с таким вопросом. Вот скажите мне, пожалуйста, что вообще видите на экране? Что у нас здесь на экране? Можно включить микрофон, ответить. Хотелось бы такой небольшой, в общем, интерактив вести нашу беседу. Электропровода на заднем фоне. Так, хорошо. А на переднем плане? Ну, вроде как, что это у нас? Да, картина. Картина, да? Кто автор картины? Давайте мы с вами назовем полностью. Васнецов. Васнецов, богатыри. Да, мы с вами сразу видим, что у нее что-то не то. Но на самом деле вот такое изображение я увидел пару лет назад на презентации, посвященной культуре России второй половины 19 века, которую подготовил один из моих учеников. Мы с вами сразу видим здесь искажение информации, в данном случае графическое. Но наши ребята, ежедневно выходя на простор интернета, встречаются с огромной массой такой недостоверной информации или попросту фейками. И от умения их выявлять, в общем-то, и зависит начальный уровень информационной культуры человека в современном мире. Поэтому свой мастер-класс, в общем-то, я сегодня назвал так. Учить нельзя гуглить, или как научить наших детей отличать факты от фейка, то есть формирование информационной культуры на уроках в истории общества и в внеурочной деятельности. Коллеги, хотелось бы тоже сейчас с вами включить в активную беседу вас. Вот давайте мы с вами попробуем сейчас назвать вот такие признаки достоверности информации. То есть что у нас характеризует факт, а что фейк. Давайте несколько таких вариантов, да, подкинем. То есть факт он какой? Достоверный. Так, хорошо. Проверяемый, возможно. Какой еще? Обоснованный, доказанный. Так, обоснованный, заказанный. Ну вот заказанный очень интересно, кстати, как признак факта. Насколько заказной такой факт является на самом деле фактом. Я говорю не заказной, а доказанный. Обоснованный, доказанный. Спасибо, да, тогда извиняюсь, значит, я просто не услышал. Доказанный, отлично. Может, еще есть варианты? Проверяемый. Проверяемый. Еще я думаю, что, коль мы так или иначе, да, многие из нас занимаются наукой, мы можем сказать, что он значит, от какого-то авторитетного автора исходит, зачастую это тоже для нас таким немаловажным фактором является. Можем сказать, что распространяется какими-то известными сайтами, по крайней мере, когда мы пользуемся интернетом. А фейк? Давайте по фейку. Какой он? Какой фейк? Фейки они какие? Как раз вот и может быть заказной. Вот, заказанный да, фейк кем-то, может быть созданный заказной. Вот здесь я с вами полностью целями согласен. для специального адресата. Да, конечно. Он может быть по заказу чему-то. Отлично. Еще он какой-то фейк. Необоснованный. Сенсация. Так, да, сенсации какие-то, необоснованность. Отлично. Если мы говорим об интернете, то мы зачастую фейки где встречаем? В социальных сетях. В социальных сетях, на сайтах-однодневках, да, авторы достаточно сомнительные. В общем-то, как мы с вами понимаем, есть такие серьезные, да, отличительные черты, которые позволяют понять, что вот это факт, а это фейк. Собственно, наши дети мало знают об этом. То есть наши дети, к сожалению, не имеют вот таких вот даже базовых навыков информационной культуры. Как же сделать так, чтобы вот этот вот, скажем так, моторчик, да, ученика запустить в правильном направлении? Как ему научиться определять, насколько информация является фактом, а насколько фейком? В общем-то, есть несколько таких методик, как это можно сделать. Хотелось бы на сегодняшнем мастер-классе нашем, да, одну из этих методик разобрать, причем ее можно использовать и на уроках, и во внеурочной деятельности, элемент ее внедрять и развивать. Собственно, мы сейчас с вами вместе эти 5 простых шагов и выявим. Я думаю, что будет несложно с ребятами. Конечно, на это уходит чуть больше времени, но тем не менее для них это тоже доступно. Но вот смотрите, давайте мы тоже возьмем ситуации, потому что всегда формировать какие-то правила лучше при разборе конкретных ситуаций. Отправимся в такую фейк-экспедицию с вами. Вот как вы думаете, насколько вообще вот эта ситуация, которая здесь, она может быть фактом? Если она не факт, то как вообще это определить? Какие есть варианты у вас? Обращаем внимание на мартеновские печи, понимаем, что цель их использования иная. Так, хорошо. То есть, что мы здесь можем сказать? Что, какое-то несовпадение, да, содержание текста, такое логическое. А еще, может быть, еще какие-то есть вещи, которые позволяют быстро понять, что все-таки, вот этот текст, он какой-то вызывает сомнение.
коллеги, какие еще варианты? А вы не обратили внимание, что вот здесь вот есть слова, которые, ну, не к месту повторяются? Да? То есть несколько раз там вот про форму из хлеба говорится. То есть, ну, есть такой как бы прием очень простой, который позволяет сразу обратить внимание, что текст какой-то такой очень странный с позиции того, что там лишние повторяющие слова, которые можно было бы легко изъять. И поэтому вот это правило, оно зачастую уже позволяет отсеять буквально вот при первом взгляде ту информацию, которая, скорее всего, просто машинным таким способом была создана. Хорошо, давайте посмотрим другую, более такую серьезную ситуацию, которая чуть сложнее отделить факт от фейка. Вот, кстати, Рустам Закирович был близок, когда он называл один из признаков фейка, когда вот обращался, ну, когда называли признаки. Коллеги, что здесь можно сказать? Что нам здесь может, ну, в общем-то, уже некоторые сомнения посеять? Ну, понятно, что сенсационное какое-то сообщение, которое адресовано большей части жителей, привлечет внимание, но... Так, сенсационная еще какая она обычно бывает, эта информация? Негативная. Причем, ну, не обязательно негативная, она может быть какой-то позитивной. Мы достаточно часто видим, что у нас возникает в окнах браузеров там такие вещи, как что выплатят какие-то дополнительные пособия, да, или что-то иное. Для школьников это может быть информация о том, что ведут дополнительные каникулы, вполне может быть. То есть она какая? Она эмоциональная зачастую еще причем. То есть она выводит на эмоции. Конечно, то есть, ну, если есть в тексте какая-то излишняя эмоциональность, сенсационность, это да. А вот как школьникам все-таки проверить? Как вы думаете, вот, насколько, ну, какой есть простой вариант проверить, насколько такая информация, она факт или фейк? Потому что все-таки у нас сенсации случаются тоже, и они могут быть фактом. Обратиться к другим источникам информации. Хорошо. А как это сделать? Обычно проверить, ввел в поисковую строку и посмотрел другие сообщения на этот счет. Для нас это кажется простым. Когда я задаю этот вопрос ребятам, они теряются. Они говорят, ну вот же информация, значит, она фактическая. А как мне понять, да, факт или фейк? На самом деле, да, достаточно просто, ну, чаще всего достаточно просто бить в поисковик и посмотреть, да. И мы здесь увидим, что на первой же буквально строчке будут какие-то известные, ну, авторитетные сайты, форумы, где будут даны опровержения этой новости. Но этот прием, он тоже достаточно известен, он простой, но при этом ребята не все им пользуются. Хорошо, двигаемся дальше. Но бывают и более такие серьезные ситуации, которые ближе уже к нашему предмету. Например, несколько лет назад распространилась такая новость, что, оказывается, у основателя советского государства, всеми нами известного Владимира Ильича Ульянова-Ленина, был брат-близнец. Да, и даже была фотография вот такая распространена. В общем-то, я читал даже обсуждения на серьезных исторических форумах. Коллеги, вот как здесь поступить ученику? Он работает над какой-то исследовательской работой. Как ему понять, насколько это вот достоверно или нет? Как нам здесь поступить? Ну, может посоветовать обратиться к учителю за советом. Так, хорошо, есть такой вариант, но бывает такая ситуация, когда учителя нет рядом. Снова посмотреть другие источники информации. Очень много сейчас, в том числе поиск по картинке, где расписано, кто на фотографии изображен и так далее. То есть эта же картинка не только на этом сайте встречается, но и на многих других. То есть задача научить ребят искать информацию на других сайтах, тем более, что сейчас как бы сайты все можно тоже, и ребята это понимают, они есть разные. Есть и серии научные сайты, вон РИА Компас нам сегодня рекламировали, да, а есть много других. Но в любом случае зайди еще на другой ресурс и посмотри картинку, посмотри текст, что там пишут об этом. Да, согласен. То есть здесь вообще на самом деле простая форма, которая вот здесь справа, да, то есть есть поиски по картинке тоже, Google картинки те же самые, которые, ну, нам дадут информацию о том, что, оказывается, есть уже давно разоблачение этой фотографии, что это такой фотошоп, по сути, попытка исказить историю, которую мы с вами нередко наблюдаем в последнее время, в том числе и графические, и текстовые информации. То есть проверить картинки в поисковой системе – это еще один такой достаточно простой вариант, который позволяет отсеять многие такие факты, которые, ну, точнее, такие новости, которые на первый взгляд кажутся, ну, может быть, да, то есть особенно для детей. Хорошо. Но бывают еще более такие серьезные запутанные ситуации. Например, в 2008 году появилась информация, что у шедевра Леонардо да Винчи, да, есть близнец фактически, да, еще один портрет,
жены флорентийского купца, только в более юном возрасте называли эту картину тогда Айлуорская Мона Лиза. Вот. Но здесь, в принципе, вы тоже уже обозначили, какой здесь совет дать ребятам, что нужно обязательно посмотреть разные авторитетные источники, то есть те, которые являются какими-то научными. И вот есть такое правило, которое можно им рекомендовать, что если у нас информация не подтверждается какими-то 3 источниками, то ее считают фейковой. То есть это общий такой принятый подход к тому, что такое фейк. Ну и тогда действительно, да, был фонд, который вот эту информацию распространил, но все другие источники ее опровергали. То есть не была подтверждена эта информация, значит, другими источниками авторитетными. И вот это правило 3 источников является одним из базовых, когда у нас ребята делают какие-то проектные работы, исследовательские работы, готовятся к занятиям. То есть мы сейчас с вами, в принципе, обозначили такие самые простые, да, приемы, которые позволяют оценить достоверность информации. Однако наши ученики далеко не всегда знают эти простые приемы, которые позволяют, ну, отсеять большую часть информации. Давайте мы сейчас с вами попробуем проанализировать конкретно уже такие случаи исторических фейков и понять, все-таки, как здесь нужно было действовать, и, ну, факт ли это или фейк вообще. Да, кстати, есть и более серьезные такие, значит, рекомендации, как вообще проверять надежность ресурса. Не такие простые, которые позволяют разобраться в более сложных случаях фейков. Ребятам, конечно, рекомендуется как бы давать, объяснять, да, на что еще обращать внимание. То есть смотреть, насколько актуальные данные, какой ресурс, какие есть, значит, факты, да, какие есть признаки авторитетного ресурса и какие есть признаки ресурса, которые, в общем-то, вызывают подозрения как минимум. То есть указывается ли источник информации, есть ли контакты авторов. Конечно, на это тоже стоит обращать внимание, когда мы учим ребят ту или иную информацию анализировать. Хорошо, давайте мы с вами сейчас попробуем прямо вот конкретной ситуации разобрать. Конечно, с ребятами они разбираются сложнее, да, приходится много дискутировать, но я думаю, что в нашу аудиторию мы с вами достаточно быстро выявим, это факт или фейк. Вот как вы считаете, вот это вот изображение в данном случае, сколько оно фактическое? Так, Авраам Линкольн. Хорошо. Да, это у нас знаменитый портрет первого республиканского президента, да? Как вы думаете, факт, фейк? Есть какие-то здесь моменты, которые нам могут навести на подозрение? Или все-таки факт? Так, ну вот смотрите, даже мы здесь столкнулись с некоторой такой ситуацией, да, размышлений. На самом деле, если как минимум, да, хотя бы те же самые Google картинки применить, то просто выяснится, что на самом деле от Авраама Линкольна... Вот как раз если мы открываем картинки, нам просто нужно время, то мы видим, что это не настоящий портрет. Просто мы же не можем знать все иллюстрации на память, нам нужно время. Вот открыв, даже Википедию, мы увидим, что взято изображение, которое дорисовано. Да, на самом деле эта фотография, она выставлялась даже на многих таких серьезных мероприятиях. Однако, если начать копаться, то оказывается, что от Авраама Линкольна здесь только, значит, только голова, да. Все остальное, вся остальная часть тела на самом деле принадлежит вице-президенту США Джону Келхану. Причем, как бы здесь ирония в том, что Келхан у нас был кем? Он был истинным южанином, воинствующим рабовладельцем и, в общем-то, одним из оппонентов Авраама Линкольна. Но вот это на самом деле действительно такой исторический фейк, то есть, который был создан не сегодня, но тем не менее, используя самые простые такие способы поиска информации в современном мире, да, информационном обществе, мы можем легко понять, что это была компиляция. Есть случаи, которые вызывают в обществе, в общем-то, распространение таких исторических стереотипов. Ну, например, есть у нас в обществе такой стереотип, что не скупясь на эмоции, да, генеральный секретарь Никита Хрущев, он пугал мировое сообщество у нас не только Кузькиной матерью, но и собственным ботинком. Причем вам, я думаю, много раз вы слышали этот вот исторический стереотип. Но на самом деле, да, я думаю, вы как
люди уже, скажем так, которые имеют определенный исторический, так сказать, бэкграунд, да, знают, что это, по сути, миф. Да? Хотя ребята, многие с этим мифом сталкиваются там, достаточно часто, верят в него. Мы можем, ну, я не буду сейчас, наверное, вас спрашивать, даже, я думаю, вы знаете, что таких фотографий не было. Была вот такая фотография, где был ботинок у нас на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Ну, в общем-то, здесь по поводу того, как этот ботинок оказался, есть разные версии, разные оценки, есть точка зрения о том, что по одной из версий у нас Хрущев стучал ботинком по столу, но, скорее всего, это вряд ли, скорее всего, он просто обронил ботинок, ему принесла охрана, и вот он положил на стол перед собой. Вот, то есть таких случаев, когда у нас в истории возникает фейковая информация, достаточно много. И сегодня есть инструменты, которые позволяют научить ребят достаточно быстро, да, разбираться с тем, что это фейк, где факт. Причем одно из них, один из этих инструментов, это развитие такого проблемного мышления, проблемного диалога. Ну, я просто сейчас кратко, за неимением времени, Потому что время уже перебрали. Да, я завершаю. То есть мы можем на уроке просто дать какую-то такую вот информацию противоречивую, как вот здесь вот, да, я использовал ее на одном из уроков, да, у нас была ситуация, когда Византийская империя, она сохранилась, тогда как Западно-Римская империя, да, она была достаточно быстро после распада Римской империи завоевана. Ну и вот, собственно, у ребят возникал вопрос, противоречие, то есть почему так, да, то есть что к этому могло привести. И дальше, собственно, возникает уже такой проблемный вопрос, над которым в течение урока можно думать, используя различные источники информации, вот работая и с картографической информацией, и с текстовой, и с видео, причем дальше вот эти группы можно менять, и дальше, используя некоторые элементы коллективного способа обучения, ребята, что называется, будут проводить взаимообучение и учить друг друга работать с различной информацией. Но так как сейчас детально об этом не смогу рассказать, то я рекомендую вам обратиться на мой сайт, да, он будет в конце ссылка, где вот даны уже конкретные примеры внеурочных занятий, уроков, где это происходит. Но современный поток информации сегодня настолько мощный, что мы не можем его контролировать. И если мы не дадим детям инструмента анализа информации, то даже святые для нашего общества ценности могут быть извращены. Вот как один из примеров. Я не так давно встретил его на просторах интернета. Коллеги, что здесь у нас? Что противоречит? Что здесь нам как бы определенно наводит сомнения? Может быть такой памятник у нас в стране? Подпись к памятнику. Конечно. Название статьи. Да, то есть мы с вами это определили. Ребята тоже быстро уже определяют, имея определенные навыки анализа информации. Собственно, если мы поищем факт, то вот он, да, так выглядит. То есть это на самом деле памятник детям войны, который у нас в городе Ульяновске находится. Ну и завершая, надо сказать, что у мира 21 век, конечно, новый язык. Язык движущихся кадров, слов. В нем нет синтаксиса, и в нем надо уметь самому расставлять эти знаки, и мы, учителя, должны этому научить наших детей. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, то готов ответить. Да, Ришат Радикович, если позволите. Уважаемые коллеги, я благодарю Ришата Радиковича за очень интересный мастер-класс. Действительно, проблема, которая поднята, она, на мой взгляд, является ключевой. По большому счету, ответ на вопрос, зачем мы сегодня изучаем историю. Ведь не только чтобы знать, правда, а чтобы помочь ребятам ориентироваться в современном мире. И то, о чем шла речь, развитие критического мышления, опыта работы с информацией, на мой взгляд, это принципиально важно. Но вот вы знаете, я поймала себя на мысли, что использовались два словосочетания: исторический миф и исторический фейк. Вот все-таки как фейки, мы вроде бы как понимаем, как их разоблачить, да? Но ведь немало есть исторических мифов, и вы тоже упоминали это словосочетание, на которых сконструировано в том числе и содержание школьного исторического образования. Не надо далеко ходить, да, «Повесть временных лет», Игорь и так далее. То есть, а все это лежит в основе нашей идентичности. То есть, условно говоря, где вот та граница критического мышления, где та граница разрушения мифов, или мы не должны их разрушать. То есть то, что касается фейков и вот этих вот, понятно, да, порой короткоживущих новостей, там 2 дня они пожили в интернете, и все, ушло это, пик интереса к ним.
А вот как быть с тем, что стабильно, долго и консолидирует нас? Спасибо. Да, спасибо, очень интересный вопрос. На самом деле о нем можно, этот вопрос обсуждать можно очень долго. Я очень кратко скажу, что, конечно, исторические мифы, их достаточно много, причем там, самый известный, да, про то же самое Ледовое побоище, которое, по сути, возникло, да, из фильма советского Эйзенштейна. На самом деле мифы надо разоблачать, и вот инструмент здесь – это как раз формирование критического мышления у ребят. Оно формируется с базовых таких навыков, умения работать с информацией. Поэтому я, в принципе, вижу это возможность, да, формирования этого навыка прежде всего путем работы ребят с различными источниками информации. К сожалению, сегодня очень редко в школе используются разные источники информации. То есть зачастую мы там отсылаем их либо к учебнику, но ведь и в учебниках могут вот эти вот мифы возникать. Не так много мы используем работать с историческими источниками. Опять же, не так много используется информации графической, наглядной. Поэтому здесь один из таких путей, да, формирования критического мышления, информационной культуры, это является развитие навыков работы с различными источниками информации. Вот здесь вот я просто, это достаточно, опять же, долго об этом говорить. Можно сказать, что одним из таких путей является технология смешанного обучения, которая позволяет на основе проблемного диалога дальше с помощью использования так называемого метода работы в разных зонах давать возможность на уроке поработать с различными источниками информации, а затем их обсудить и понять, где все-таки больше правды, где может быть миф, а где там информация, которая фактически уже подтверждена, причем подтверждена не только там учебником. Вот. Поэтому я считаю, что работать над этим нужно. Причем это надо делать не только там, на уроках истории общества знаний, естественно, хотя на этих уроках это становится особенно актуальным, а буквально с начальной школы. Вот те данные, которые я приводил по ПИЗе, да, что у нас все-таки читательская грамотность на достаточно низком уровне, это, собственно, демонстрация того, что информационная культура ребят пока достаточно слабо развита. Спасибо большое. Спасибо большое, Ришат Радикович. Вы задали тон работе нашей секции, и действительно ваше выступление напоминало настоящий мастер-класс. Вы работали с аудиторией, и тема такая у вас, которая, наверное, заслуживает вообще не такого короткого выступления и обсуждения. По моему мнению, вот вы говорили о 3 понятиях: это исторический фейк, исторический миф, мифологема, да, можно говорить еще об исторической фальсификации. Если фальсификации, они носят, наверное, больше негативный такой оттенок, то исторические мифы, особенно мифологемы по войнам, они, наверное, носят такой положительный, да, характер. Здесь много можно говорить и много дискутировать, и Ольге Михайловне большое спасибо, что она на протяжении всего мастер-класса Ришата Радиковича активно работала, и других поблагодарить. И вот здесь, наверное, хочется передать уже эстафету, слово тоже известному новосибирскому методисту, ученому Ольге Михайловне Хлытиной. Ольга Михайловна, звук включите. Уважаемые коллеги, что видите на экране? Я что-то не могу понять. Все, образы войны и победы, правильно? Да, мы все видим. Спасибо, коллеги. Благодарю за возможность принять участие в данной конференции. На самом деле у нашего вуза длительные традиции сотрудничества с коллегами из Уфы. Присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые сегодня звучали в адрес Владимира Михайловича. Хоть я не являюсь представителем Московской школы Петра Васильевича Горы, но тем не менее его работы были для нас классическими, когда мы учились в университете. И сегодня я понимаю, что его наследие, наверное, было осмысленно и стало руководством действию значительно позже, чем когда оно появилось, когда были опубликованы эти работы. По крайней мере, для меня они актуальны и сегодня. И то, о чем я сегодня буду говорить в ходе своего выступления, тоже созвучно с его идеями, связанными с использованием наглядности в обучении истории.
Мне хотелось бы с вами поделиться своими наблюдениями о том, как можно сегодня по-разному использовать визуальные тексты на уроках истории. Когда мы обсуждали этот сюжет как раз с преподавателями педагогического университета города Уфы, то возникало несколько вопросов. Это было весной. Поэтому сегодня я хочу предложить некоторые ответы, в том числе на те вопросы, которые возникали у коллег. Ну, во-первых, мы все с вами знаем, что сегодня, когда мы говорим об использовании визуальных текстов, то этот вопрос может обсуждаться в разных контекстах. Мы можем говорить о наглядном обучении, о медиаобразовании, о визуальных исторических источниках, о визуальных интерпретациях прошлого, о конструировании визуальных образов исторической реальности. То есть учителя и историки сегодня несколько иначе, чем, скажем, 50 лет назад, смотрят на те визуальные реконструкции, а можно сказать, конструкты прошлого, которые представлены и на страницах школьных учебников, и на порталах сети интернет, и сделаны самими школьниками, потому что у каждого школьника в руках телефон с камерой, и каждый день они порождают вот эти визуальные образы той реальности, которая их окружает. Если говорить о литературе, то мы можем говорить, что традиции изучения этого сюжета очень длительные и в отечественной дидактике истории, и зарубежными педагогами, зарубежными авторами. И мне очень приятно представить работы и Ольги Юрьевны Стреловой, которая сегодня выступала, и, конечно же, Петра Васильевича Горы, и те работы, которые подготовлены преподавателями нашей кафедры. Вот в частности, в левом нижнем углу есть монография «Визуальные образы прошлого. Новые стратегии использования в образовательной исследовательской практике», которая как раз посвящена тому, о чем я сегодня хочу с вами поговорить. Итак, на мой взгляд, в практике обучения истории имеют место 3 основных стратегии использования визуальных источников. Первое – максимально разработанная в методической литературе, прекрасно представленная в работах самих учителей, на их уроках, которые размещены на порталах в сети интернет, это использование иллюстраций образов прошлого для создания представления о том, что и как происходило в прошлом, для того, чтобы показать ученикам, это было так. Это классический вариант наглядного метода обучения, и в результате у ученика создается вот этот вот индивидуальный образ того или иного события, той или иной исторической личности. И мы предлагаем ученикам подготовить описание исторических картин, составить рассказ об историческом событии по картине, или там придумать диалоги персонажей, или рассказать о чем-то от лица человека, изображенного на картине, и так далее. Ключевое здесь в том, что мы учим ребят представлять прошлое именно так, как представил его художник. Это очень важно, потому что мы с ребятами изучаем историю, то есть изучаем то, чего нет сейчас. И помочь ученикам представить, как это выглядело, особенно ученикам младших классов, это необходимо, потому что, я думаю, каждый из вас встречался с тем, что, как бы мы ни рассказывали ученикам о прошлом, у каждого из них возникает свой собственный, уникальный образ прошлого. Если я предложу вам, ну, самый простой пример, даже представить не боярина, а представить, там, не знаю, цветок, то у каждого из вас кто-то представит там розу, кто-то ромашку, кто-то там, не знаю, вообще букет цветов. Но, казалось бы, я употребила слово, которое каждому из нас сейчас понятно. Вот нечто подобное возникает в сознании наших учеников, когда мы им говорим: представьте, пожалуйста, не знаю, там что, того же боярина, или представьте, вот крепостные крестьяне, участники там той или иной крестьянской войны, осуществляют какие-то действия. У каждого из них будет свой индивидуальный образ. Поэтому вот эти картины, иллюстрации – это средство как раз воссоздания той реальности, которую мы изучаем. Если же мы обращаемся к сюжетам, связанным с Великой Отечественной войной, то есть прекрасные картины, созданные, обратите внимание, именно в годы Великой Отечественной войны, созданные современниками тех событий, которые являются для нас и историческими источниками, потому что отражают восприятие событий войны их участниками, современниками непосредственными. Но
Вот в данной стратегии мы обращаемся к ним именно как к иллюстрациям, и мы можем даже выстроить вот этот визуальный ряд по всем событиям Великой Отечественной войны, обсуждая с учениками, как выглядела Москва, или там Сталинград, или вот Парад Победы на Красной площади уже в 1945 году. Другая стратегия, когда мы обращаемся к произведениям искусства в контексте истории и культуры. Как правило, на уроках, связанных как раз с изучением истории и культуры. И нам интересно, а в каких исторических условиях развивалась культура, а какие стили в искусстве доминировали и как это отразилось в художественных произведениях. На мой взгляд, в настоящее время, вот в методике преподавания истории, нет, не разработана оптимальным образом как раз методика изучения вопросов культуры. Бывая на уроках учителей без обид, и своих студентов в том числе. Вот мы очень часто культуру изучаем либо по остаточному принципу, либо в формате такого поминальника. Табличка, там, не знаю, литература, живопись, скульптура, фамилии, названия памятников. Но, кстати говоря, такой поминальник во многом востребован, в том числе и некоторыми заданиями ЕГЭ. Соотнеси там автор, название произведения, да? Хотя там есть в том числе задания на визуальный ряд, где нужно знать эту картинку. Почему так происходит? На мой взгляд, здесь несколько причин. Все равно у нас доминируют сюжеты, связанные с политической историей в учебниках, и это понятно, потому что воспитание национальной идентичности, представление о единстве общества, народа в те или иные переломные события истории нашей страны – это ключевое. Но, с другой стороны, по моим представлениям, еще и потому, что у ребенка, ну, я не знаю, если ты не ходил мимо, если ты не видел эти памятники, то вот для новосибирских школьников многие памятники Древней Руси архитектурные, они все на одно лицо, все храмы, они все очень похожи, если ты рядом не проходил и ты их не видел. И очень сложно им это отличить. А если еще какой-то другой ракурс в заданиях, не тот, который там в учебнике или в большинстве фотографий, то ребенок теряется. Точно так же, наверное, есть проблема как раз в синхронизации курсов истории и литературы, истории и изобразительного искусства. Мне очень грустно, что из учебных планов ушел курс «Мировая художественная культура», который так или иначе был для нас помощником, когда ребята знакомились с художественной культурой российской, зарубежной, и это было такое подспорье. Но если вернуться опять же к произведениям, созданным в годы Великой Отечественной войны, я на слайд вывела картину, которая упоминается во многих современных учебниках, а в некоторых даже представлена. «Парад на Красной площади» 1941 года, а сама картина 1942 года. И мы с ребятами обсуждаем, что это панорамная живопись, да? То есть что изображено на картине? Ребята говорят, да, войска, идущие на фронт, называют Спасскую башню, Кремля мавзолей, храм Христа, помогайте мне, собор Василия Блаженного, храм, который ближе к Васильевскому спуску. Но когда мы у ребят спрашиваем, ребят, а какая цветовая гамма, а почему? Они обращают внимание на серый цвет. А почему? Да вот напряженно, да непонятно, сложное время, ну и так далее. А почему панорамная живопись? А какая панорама? Что вы видите? И они видят здесь и заводы, и так далее. То есть отмечают, что художник изобразил не только войска, а изобразил Москву и вообще всю страну, которая встала на защиту Родины вот в этот трудный, тяжелый момент. То есть как бы интерпретирует эту картину художника, пытаясь реконструировать его замысел. Но на самом деле, если мы обратимся к фотографиям, которые есть того времени, то, наверное, и он знал эту фотографию, правда ведь, которая сделана на Красной площади. Но мы можем сравнить картину и фотографию и увидеть, что фотография это тоже, хоть она и документальная, но это все равно произведение, потому что художник тоже выбирал свой ракурс, план. Может быть, вот мы сегодня говорили, ну здесь нет, конечно, мог быть и какой-то фотомонтаж. Кроме того, он ведь тоже отбирал объекты, что поставить в центр. И здесь, наверное, в центре именно солдаты, именно войска, которые идут на фронт. В то время как у художника уже чуть-чуть другая трактовка
этого события. Кроме того, есть, конечно, и культура фотоизображений в ту или иную историческую эпоху. Но мы к этому чуть позже еще вернемся. Третья стратегия, когда мы анализируем как раз интерпретации версий оценок прошлого, событий прошлого, представленные в картинах, там, открытках, фотографиях, рассматривая эти визуальные тексты как исторические источники и как историографические тексты. И здесь я вновь хочу обратиться к тому сюжету, который сегодня уже тоже поднимался по поводу борьбы интерпретаций, по поводу визуального поворота в исторической науке, по поводу исторической памяти, ну и так далее. То есть, обращаясь к этому, мы по большому счету учим ребят тем мягким навыкам, значимым навыкам для жизни в современном обществе. Вот у нас на кафедре принят такой подход к обучению студентов, ну и теперь уже школьников, анализу исторических источников, в основе которого лежат базовые процедуры работы с источниками профессиональных историков. Мы говорим сначала о внешнем, ну я закавычиваю, да, анализе источников, то есть кем создан источник, когда, с какой целью, характеризуем внешнюю сторону этого источника. Как правило, ребятам это дается в готовом виде, потому что им очень сложно атрибутировать источник, ну и так далее. А далее мы работаем с его содержанием, выявляя явные скрытые факты, анализируя позицию автора, выделяя незнакомые слова, ища их перевод на современный язык. Затем комментируем, пытаясь осмыслить эти факты в историческом контексте, потому что история все-таки наука контекста, то есть учим ребят мыслить контекста, вписывая факты в личную биографию автора, в контекст эпохи, в которой был создан исторический источник. Ну и затем учим ребят использовать установленные факты для ответа на те вопросы проблемные, исследовательские, которые они решают. По большому счету, обращение к источникам, основа – это всегда вопрос, на который мы хотим найти ответ. А потом мы уже подбираем источники, а потом мы извлекаем факты, их комментируем, ну и так далее. То же самое мы делаем, работая с историческими источниками. То есть, когда мы обращаемся к той или иной иллюстрации, к той или иной фотографии, особенно в старших классах, мы стараемся разводить вот эти два пласта. Фотография как иллюстрация, как картинка к тексту, это было так, и иллюстрация как объект критического анализа. Я вот не случайно на слайд вынесла 5 вопросов и хочу к вам обратиться. Вот какие из них нацеливают ребят на работу с этой иллюстрацией в рамках классической методики наглядного обучения для того, чтобы реконструировать события 22 июня 1941 года. Это было так. А какие нацеливают на критический анализ? Пожалуйста, ваше мнение. Ну, можно, да, ответить. То есть Конечно. мне кажется, что здесь, ну, однозначно вот такие вот задания, это вопрос, точнее, первый, да, который, по сути, на атрибуцию, да, этого источника, этой фотографии. В принципе, второй вопрос, он тоже такой традиционный, скажем так, да. Я еще помню из своих учебников, в котором я учился, он был традиционным всегда этот вопрос. Ну и, в принципе, в определенной степени, наверное, четвертый, хотя в нем есть уже такие некоторые нотки для размышлений, для того, чтобы ребята могли соотнести это ну, в общем, со своими знаниями, да, которые связаны не только с этой темой, но и с предыдущими. Но вот третий и пятый – это такие вопросы, которые позволяют уже и определенную дискуссию даже по поводу ответов здесь, ну, ребят, да, дальше продолжим. Коллеги, все ли согласны? Может? Ну, если нет других мнений, тогда я вас разочарую. На самом деле, если мы посмотрим на эти вопросы, то первый, вы верно говорите, это скорее атрибуция источника. Третий вопрос – это как раз комментирование. А почему именно по радио? То есть нужно вписать это изображение в контекст эпохи, пояснить, а почему именно так случилось. И предположить, и кем и с какой целью сделан снимок, это тоже, конечно же, задание на комментирование источника. То есть это в любом случае уже какой-то критический анализ этой фотографии. В то время как задания 2 и 5, вы верно сказали, традиционные, которые присутствуют в школьных учебниках.
Опишите картину, охарактеризуйте чувства людей. О чем они думают? Вот как бы вы ответили на этот вопрос? Или как бы ваши ученики ответили на этот вопрос? Что бы сказали? Ну да, это традиционно такие, как скажем так, уже даже общепринятые, наверное, стереотипные ответы будут, да, что там с такой с тревогой смотрят, в ожидании, чувство такого некого, в общем, страха, да, присутствует в их глазах. Вот то, что обычно ребята отвечают. Да, если мы попросим ребят придумать диалоги, продолжая вот эти вот, да, то ребята точно скажут нам, что начали общаться друг с другом, не понимая, что будет дальше, обсуждали, что делать дальше и так далее. Вот на самом деле 2 и 5 вопросы – это вопросы, которые такого типа вопросы есть в учебниках, такого рода вопросы есть в методических рекомендациях, и мы их используем для того, чтобы реконструировать прошлое, эмоциональную такую нотку внести в урок. И я на самом деле тоже так делала, как учительница в школе. Но если мы обратимся с вами к воспоминаниям автора этой фотографии, Евгения Халдея, я специально фрагмент вынесла на слайд, то вы увидите, что люди молчали. Он пишет, я пытался спросить, но никто не ответил. То есть получается, что когда мы предлагаем ученикам такого рода задания, то мы не изучаем историю. То есть мы используем эту фотографию, наверное, в каких-то воспитательных целях, но здесь нет той самой исторической достоверности. Ну и кроме того, вы знаете, что Халдей был уникальным художником, он всегда интересовался теми, кого он фотографирует. И есть вот фотография уже 80-х годов на том же самом месте с 2 участниками первой фотографии, биография их известна ему была и так далее. Поэтому, когда мы предлагаем ученикам какие-то задания по визуальным источникам, то мы очень четко должны себе давать отчет, где вот та грань, где мы фантазируем, а где мы все-таки с помощью визуального источника пытаемся понять, реконструировать прошлое. Кроме того, вот, например, есть военные почтовые открытки. Мы знаем, что открытка – комплексный источник и вещественный, потому что имеет размер, вес там, и так далее, письменный и визуальный. И таких открыток много. И мы знаем, что любая открытка советская, она, конечно же, должна была быть понятна тем, кто ее держит в руках, но в то же время это тиражированный знак, то есть мы понимаем, что это результат такого сотрудничества художника, как автора, издателя, и она проходила определенную экспертизу, поэтому является объектом идеологического воздействия. Но любая открытка всегда нам рассказывает и об историческом процессе, то есть о тех событиях, которые происходили, и об особенностях восприятия мира людьми той эпохи, в которой она была создана, и об отношении вот этого коллективного автора к тому, что изображено на открытке. Конечно, учитель может поставить вопросы всех 3 аспектов к открыткам. И вот когда мы говорим о том, что ребята выполняют исследовательские работы, проекты, многие говорят, нам надо идти в архивы, вот не надо. Есть очень много визуальных источников, доступных ученикам в плане понимания и доступных для того, чтобы их интерпретировать через призму той темы работы, которую они выбрали. И открытки разные. Посмотрите, здесь и адресация к событиям военных лет, здесь и актуализация, вот Дмитрий Пожарский, событий прошлого, здесь и игры, открытка как игра, вот здесь вот танковый бой, да, и правила игры. Есть открытки, где там песня на оборотной стороне предложена, и герои новой войны Талалихин. То есть, одним словом, открытки разные. И анализируя советские открытки с учениками, мы тоже можем увидеть, а что транслируется, какие ожидания. Вот открытка 1942 года поздравляет с Новым годом, с 43-м, с наступающим. Что транслируется и как конструируется идентичность советской группы, какие символы для этого здесь использованы, какой образ солдата, страны, войны транслирует эта открытка. Ну и так далее. Я понимаю, что я сильно затягиваю уже время, поэтому кое-что пропускаем. Можем использовать плакаты, в том числе и на этапе закрепления материала. Окна роста, Курская дуга. Изучив этот сюжет, это событие, ребята
смогут прокомментировать тот плакат, который вы видите. Здесь плакаты, которые были изданы на оккупированных территориях, и мы тоже с ребятами можем обсуждать, а на каком языке текст, а почему, а о чем. Здесь даже, ну, ребята легко читают: «Гитлер вернет тебе твою землю», да? То есть цель создания этих плакатов, почему и зачем, и когда они появились. Но в то же время любая картина, как я уже сказала, может пониматься и как историографический текст, если она создана после. И я специально подобрала, я пролистаю, понимаю, что все презентации доступны участникам, пролистаю и пойду непосредственно к картинам, связанным с победой, с 9 мая 1945 года. И вот любая картина, как я уже сказала, да, это интерпретация событий прошлого, когда автор обращается к ним, пытаясь найти ответ, ну, наверное, на те вопросы, которые волнуют его и современников в ту или иную историческую эпоху. И вот посмотрите, пожалуйста, справа фотография салюта Победы 9 мая 1945 года. Как бы вы ответили на вопрос, вот что хочет в своей фотографии показать автор? Вот что здесь в центре внимания автора этой фотографии? Ну, в данном случае Николая Ситникова, фотографа ТАСС. Как бы вы ответили? В чем ключевая идея этого снимка? Радость победы, наверное. Праздник, величие победы, да. Угу. А что вот в центре изображено фотографом? То есть что он в объектив пытался уместить, поднявшись, как вы Людей, понимаете? конечно же, которые ожидали эту победу. Да, люди, то есть очень много людей, заполнена вся Красная площадь, видите, да? То есть столько людей, радость победы. Смотрим фотография картина 46-го года с таким же названием абсолютно. Мы видим, да, что тот же салют, прожектора. Но что освещает прожектор? И на какой вопрос отвечает автор картины? Что в центре здесь? Подсвечен. Ну, здесь однозначно такой идеологический, да, уже характер носит. То есть у нас мавзолей, соответственно, победа коммунистической идеологии, да, над фашизмом, ну и так далее. То есть такой уже акцент то есть на идеологическую составляющую. люди есть, но здесь мавзолей, потому что это дело, действительно, идеологическая составляющая, она здесь есть. Коммунизм, дело Ленина, результат, точнее, причина победы, условия победы, залог победы, в том числе и это. А вот картины 55, 85, 86 годов со схожим названием. Посмотрите, пожалуйста, 55 год, да, окно. И, кстати говоря, вот немножко вперед тоже есть традиции создания изображений. И вот идея окна в 50-е, 60-е годы, вот счастье за окном, это было типичным. Вот несколько открыток вы видите, да, с Новым годом, с 1 мая, и везде вот это открытое окно в светлое завтра. И здесь то же самое. Салют Победы, вот он, 55-й год, Победы уже 55-го года, и счастье за окном. А вот 85-й год, посередине картинка. Посмотрите, пожалуйста, и совсем уже другой акцент. Правда ведь? Почему? Ну, для нас, я тоже думаю, как для историков, этот ответ прост. Что в центре и почему автор другую трактовку этого салюта Победы предлагает? Уже не мавзолей, хотя звезда... Постепенный уход идеологии коммунизма на задний план. Угу. Ну, вообще, то есть, если мы вот даже возьмем третью картину 86-го года, да, здесь акцент делается именно на людях. А мавзолей и так далее это на заднем плане. То есть идеология же постепенно изменялась. То есть постепенно смена курса идеологии. Да. Ну, свободе. Можно добавить еще, да? Но здесь еще акцент как бы делается еще и на религиозную такой составляющую, то есть храмы, да, они на первый план, да, выводятся. То есть, соответственно, роль именно духовной такой, духовной веры, в общем, людей в победу, да, что она тоже сыграла свою такую значимую роль, ну и плюс там церковь, да, что она тоже немаловажный вклад в победу сделала, тоже вот на это акцент делается. Фактически у нас в период перестройки, ну, как все знают, да, религия, она начинает выходить из-под много такого десятилетий, да, запрета, который она была.
Вот. Конечно. То есть эпоха наложила свою интерпретацию, да, расставила свои акценты. Верно вы говорите про религию. А вот эта картина, кстати говоря, она находится в музее в Уфе. И обратите внимание, 86 год. Возникает вопрос, почему автор-то вообще обращается к событиям, ну, 40-летней давности? И какая ключевая здесь идея? Что в стране происходит 85-86 год, и почему? Кто эти люди, которые изображены на переднем плане? Задаю вопрос, понимаю, риторически, потому что все на него уже видят ответ, правда? Ведь многонациональный советский народ. Мы помним, что проблемы национальные в Советском Союзе есть, а вот событие, которое было, которое нас всех объединяло, и такая картина появляется. То есть, одним словом, коллеги, когда мы обращаемся к тем или иным иллюстрациям, то, на мой взгляд, важно с детьми обсуждать, а почему именно такое изображение, как эпоха, в которую создано произведение, нашло отображение в том или ином произведении искусства. Ну Ольга и, Михайловна, извините, время. да, я пропускаю все буквально. Угу. И последняя картина, ровно секунда. Достаточно тоже известная картина Попко, даже не снилась. Я думаю, что многие из вас видели эту картину. И вот завершить хочу, наверное, тем, что нам очень важно понимать, с какой целью мы используем то или иное художественное произведение на своих уроках. Вот посмотрите, пожалуйста, если мы хотим эту картину использовать как, кстати говоря, он член Союза художников, то есть как произведение искусства, и понять здесь, какие средства художественной выразительности использовал художник, и как ему удалось достичь вот этого представления нашего о границе войны и мира, который вот за окном уже война, а здесь такое раннее утро, и молодая семья, и ребенок, и счастье, то, наверное, да, эта картина прекрасна. Но если мы пытаемся использовать эту картину как исторический источник, то тогда она становится для нас чем? Объектом критики. И мы видим, что ну, вряд ли могло такое быть. И ребята с успехом находят нестыковки в этой картине, что шум за окном, здесь около 70 летит самолетов и открытая форточка, но вряд ли семья могла мирно спать, что костюмчик у ребенка, ну, сильно современный, там, трикотажный, что иконы в изголовье, ну и так далее. Тогда я на этом ставлю точку, благодарю вас за внимание и думаю, что вы сами можете с этой картиной поработать, посмотреть, как ее можно использовать. Спасибо большое, буду благодарна вашим вопросам. Пропускаю этот слайд, но на одном хочу обратить внимание, когда будете его разглядывать. На мой взгляд, сегодня урок невозможен, если мы не обращаемся как раз к тому, как прошлое отразилось в медиапрактиках, поскольку это очень сильно влияет на наши представления наших учеников о прошлом. Буду благодарна вашим вопросам и суждениям. Ольга Михайловна, спасибо огромное. Второй раз преподаватели нашего вуза, института, слушают ваши выступления с большим удовольствием. Действительно, историческая память через визуальные источники – это очень важно, это очень актуально. И фотографии, и открытки, картины. Ну, вот, наверное, еще как бы вдогонку сохранение исторической памяти, поскольку сейчас мы наблюдаем такие войны памяти или мемориальные войны, да, которые ведутся западными государствами. На первый план, наверное, еще семейная история выходит. И в этом плане вот семейные фотографии, они, наверное, тоже очень важны в ходе преподавания как в школе, так и в вузе. Безусловно, и я думаю, что у каждого учителя уже были проекты, когда мы просили ребят принести семейные фотографии, связанные с той или иной исторической эпохой. Поскольку семейные фотографии, ну, конечно, они в основном постановочные, если речь идет о фотографиях 80-х годов и более ранее, потому что доступности фотоаппарата, такого, чтобы каждый момент фотографировать, как у нас сейчас ребята это делают, и все в Инстаграм, конечно, не было. Но, тем не менее, эти фотографии отражают эпоху, и для многих ребят они становятся, с одной стороны, источником для понимания того, а какая вообще была мода, а какой был праздничный стол, а что было принято. Потому что у нас, как правило, фотографии либо сделанные, ну, когда кто-то пришел с фотоаппаратом на какой-то там праздник, да,
либо это фотография в ателье, когда семья специально, одевшись в самое красивое, сделала вот этот вот семейный кадр. А с другой стороны, нередко фотография с подписью на обороте «Милой маме там, от дочки тогда-то, тогда-то» становится поводом к написанию работ по истории своей семьи, когда вот эти надписи, да, становятся основой выяснения своей родословной и так далее. То есть семейные фотографии – это уникальный источник, который становится основой потом для беседы со своими близкими родственниками и создания тех самых устных источников о истории семьи и выполнения тех самых мини-исследований, на которые мы ребят ориентируем. Ну а с другой стороны, источник для реконструкции истории страны в целом на примере своей семьи. Тогда история действительно становится близкой про тебя самого, для тебя. И, наверное, значимой. Наверное, это и есть воспитание истории, когда история – это про меня, а не про какие-то абстракции. Спасибо большое. Спасибо. Далее мы вот вынуждены немножко логику работы нашей секции немножко разбить. Но я думаю, ничего страшного, поскольку вот у Светланы Геннадьевны там объективные обстоятельства, и предоставить слово Быковой Светлане Геннадьевне, тоже город Москва, заместитель директора по воспитанию, социализации и безопасности, школа номер 491 Марина. Пожалуйста, Светлана Геннадьевна. Здравствуйте, коллеги. Смогла я ее запустить? Да, все хорошо видно. Так, сейчас я пытаюсь ее пустить во весь. Не дают мне. Там разрешили. Ну, мы видим заставку. Вот так. Все хорошо. Да, сейчас я же тоже. Итак, здравствуйте, коллеги. Благодарю вас за возможность принять участие в вашей конференции. Тема моего выступления – практика гражданско-патриотического воспитания в ГБУ школа 491 Марьино. Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. Коллеги, это я прям зачитала из нашей рабочей программы воспитания, которая сейчас у вас на экране. Но это идеал. И сегодня школа, наверное, больше, чем родители, которые в ситуации нашей рыночной экономики все больше занимаются другими вопросами, призвана воспитать такого гражданина. Коллеги, вот практически на каждом слайде я вам предлагаю QR-код, по которому вы можете пройти и изучить более подробно все остальные предлагаемые материалы. Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы основного общего образования. Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир. Но ведь воспитание школьников – это не только стремление научить детей здороваться или уступать место в транспорте. Программа решает несколько задач. Создание образовательной среды, которая позволит развивать личностные качества учеников, включает в образовательный процесс основополагающие принципы, такие как толерантность, демократичность, взаимоуважение, а также включается процесс социального закаливания. И школьники должны стремиться и стремятся к саморазвитию. Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Вот перед вами на экране модули. Вы, наверное, все знаете, что программа, она новая, и практически во всех школах Москвы должна была вступить уже в силу. Предлагаются инвариантные модули, которые не меняются, и вариативные модули, которые есть у каждой школы.
они свои в зависимости от тех целей и задач, которые школа ставит для себя в процессе воспитания детей. Так, сейчас, секунду. Каждый модуль ориентирован на гражданско-патриотическую практику воспитания, но мы остановимся на тех, которые демонстрируют данное направление ярче всех. Итак, модуль «Ключевые общешкольные дела». Это тот модуль, это главное традиционное мероприятие, которое организуется педагогами для детей или самими детьми. Планируются мероприятия, готовятся, проводятся, анализируются тоже совместно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, которые объединяют учеников вместе с педагогами в единый коллектив. И в этих делах и мероприятиях принимает участие большая часть школьников. Например, вот, в управляющем совете у нас небольшая часть школьников, и в этом году очень стал серьезно так прям вопрос о том, надо ли носить школьную форму. Дети, в общем-то, в массе своей были категорически против, родители сомневались, педагоги, можно сказать, настаивали и пришли к соглашению, что школьную форму мы вводить не будем, но все-таки деловой стиль одежды, наверное, будет лучше выходом для всех. Такой модуль, как вот не модуль, а направление посвящения в кадеты. Это тоже традиционные действия, праздничное. Обычно оно у нас проводит в Парке Победы, где присутствует большое количество людей, родители. Очень все торжественно. Ну, следующие моменты, такие как тематические недели, они всем вам известны. Спортивные состязания, праздники, фестивали, ГТО. Ну и вот всероссийские акции, патриотические акции «Лучшая сотня», «С песней к победе», «Блокадный хлеб». Очень важные мероприятия, которые как раз и воспитывают чувство причастности к родине и так далее. Следующий модуль – волонтерская деятельность. Тоже очень важный модуль. Это участие в общественно полезных делах на благо конкретных людей, социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества, как понимание, забота, уважение и позволяет развивать коммуникативную культуру, уметь общаться, слушать и слышать. В нашей школе работает отряд волонтеров «Дорогами добра» более 6 лет. Там дети разных возрастов и уже более 50 детей, которые имеют книжку «Мосволонтер». Но это с определенного возраста, и много у нас детишек, которые и без официальной книжки участвуют вот в разных акциях важнейших. И вот фотография первая, смотрите, она совсем недавняя, только 2 дня назад у нас проходила акция «Сбор макулатуры», и уже в 8 утра 2 классы принесли 200 килограмм, чему мы были несказанно рады и крайне удивлены. В этом году создано движение «Волонтеры Победы», куда вошло уже более 140 тысяч детей. Это по России. И ученики нашей школы также в их числе. Ребята сами проводят многие мероприятия, стараются как можно более подробно рассказать другим об истории своей родины. Вместе с классными руководителями дети и осуществляют очень важную миссию – патронат ветеранов. Здесь он у нас стоит вот на первом месте. Мы сотрудничаем с Советом ветеранов района Марьино, и под нашим патронатом находится 32 ветерана. И дети посещают ветеранов, оказывают помощь, покупают покупки, разные продукты, убирают квартиры. 32 человека ветеранов, 3 из которых ветераны Великой Отечественной войны. Тоже очень важный модуль. Модуль организации предметно-эстетической среды.
Окружение ребенка – это очень важный момент в условии ее грамотной организации, которая должна обогащать и обогащает внутренний мир ученика. Вот сейчас у нас в школе практически стены все, знаете, такого бледно-персикового цвета и, в общем-то, производит впечатление такого унылого, ну, не могу сказать, что прям вот суицидального, но пессимистического настроения. Поэтому вот с 1 сентября мы запустили проект, который называется «Дети рулят». И ребята сами определяют рисунки, какие стены будут разрисованы, какая тематика у этих стен. Определяются, устанавливаются конкурсы, голосуют. Выбирают лучший рисунок и сами же рисуют эти рисунки на этих стенах. У нас художественные классы с 1 по 8 есть классы изобразительного искусства, поэтому они с удовольствием общаются к делу, но дети очень активно, им очень нравится включаться в этот соревновательный момент. Все это, вот еще раз напоминаю, что вот QR-коды, по ним вы можете проходить и посмотреть, что вот происходит у нас в школе. Все на сайте школы отражено. Модуль «Школьные медиа» – это тоже новый проект для нашей школы. Он запустился в этом году. И цель этого пространства – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации детей. Наш медиацентр, кстати, базируется на одном из школьных музеев. Я чуть-чуть дальше скажу об этом. Школьный музей «Школьная планета». И ребята с удовольствием приходят в этот музей, снимают ролики, выпускают какие-то, не знаю, конкурсы запускают, выпуски новостей проводят, снимают с удовольствием. Запустились в этот модуль «Школьные медиа». Далее все то, что делается и не только в школьном, вот в этом медийном пространстве, транслируется в социальных сетях. Они также представлены у нас на сайте школы, такие как Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук, ТикТок. И практически все мероприятия, которые проводятся с онлайн-трансляцией в Инстаграм, все мероприятия практически, которые проводятся в школе, они транслируются. Их видят родители прям в настоящее время. И что позволяет родителям быть соучастником. Ведь вы понимаете, что сейчас как бы вход в школу в связи с последними обстоятельствами, он несколько ограничен. И родители на праздниках уже в течение практически 2 лет не бывают. Им же, конечно, хочется видеть, как растут их дети, как они выступают на сцене, как они поют. Поэтому наши школьные медиа каждым днем становятся все более актуальными и востребованными. Следующий момент. Модуль «Школьный музей». Именно на этом модуле мне бы хотелось остановиться более подробнее, ну, не выходя за рамки регламента. Коллеги, предлагаю вам тоже навести ваши телефоны на QR-код, и вы пройдете и погрузитесь в наш виртуальный музей. Он, правда, замечательный. Но перед тем, как я расскажу о нем, я скажу, что в нашей школе существует 5 музеев, они лицензированы, и они не закрыты за дверями. Туда можно всегда прийти, они доступны, в них всегда кипит бурная, активная жизнь, дети погружены и с удовольствием принимают участие. Итак, школьный музей «Оборона Москвы». Он начал складываться в конце 80-х годов. В основу экспозиции легли оружие, предметы быта и личные вещи солдат и офицеров, найденные школьным поисковым отрядом на полях Калужской, Тульской, Смоленской, Тверской и Московской областей. Главной целью экспедиции являлся поиск и перезахоронение погибших солдат и офицеров. Музей – бессмертный участник выставок городского центрального музея вооруженных сил и музея обороны Москвы, куда отданы часть экспонатов нашего школьного музея.
В состав Совета школьного музея входит актив Совета ветеранов войны и труда района Марьино. На сегодняшний день музей является одним из центров организации военно-патриотической работы в школе. Многообразие возможностей музея определяет и множественность направлений деятельности. Здесь проводятся уроки мужества, встречи с живыми свидетельствами эпохи ветеранами. Экспонаты используются в качестве наглядного материала на уроках истории. Обучающиеся занимаются фондовой деятельностью, описывая, следя за хранением и выясняя историю тех или иных экспонатов. Возникающий в процессе знакомства интерес приводит к тому, что многие выбирают музей в качестве отправной точки своей проектно-исследовательской деятельности. На базе музея проводятся многочисленные внеурочные занятия, викторины, квизы, квесты. Но тем не менее, в традиционном направлении музея остается экскурсионная работа. Она включает в себя сразу несколько образовательных аспектов. Подготовка юных экскурсоводов. У нас 10 детишек, уже взрослых практически, выпускников, и 10 юных учеников, которые перенимают опыт проведения уже существующих экскурсий. Активную роль в этом играют обучающиеся кадетских классов и классов гуманитарной направленности. Гостями музея становятся не только ученики школы, но и обучающиеся других школ, представители социума. В 2019 году была создана цифровая версия музея. Если вы прошли по QR-коду, вы можете видеть, она представляет из себя панораму экспозиции музея. Камеру можно вращать на 360 градусов. Наиболее значимые экспонаты оцифрованы и кликабельны. При нажатии на них отображается 3D-версия экспоната, которая сопровождается справкой о нем и дополнительными иллюстрациями. В музее доступен режим онлайн-тура, при котором в автоматическом порядке проводится краткая экскурсия, сопровождаемая голосом диктора. Рассматривать электронную экспозицию можно и самостоятельно. И именно на этом аспекте хочется остановиться. Когда пришел 2020 год, а с ним и дистанционное обучение, возникла проблема с тем, как продолжить экскурсионную работу. Особенно остро эта необходимость чувствовалась в начальной школе, которая продолжала обучаться очно, но в новых ограничивающих перемещение условиях. И чтобы сгладить эти ограничения, было принято решение проводить экскурсии дистанционно, используя возможности электронной версии музея и платформы Teams. При этом принципиальной чертой этого формата стало то, что дистанционные экскурсии проводились старшими учениками. Это потребовало от них дополнительную подготовку, но в то же время и позволило проявить креативность в выстраивании экскурсии. Интерактивность, диалог между обучающимися, возможность задать вопросы – все это позволило сохранить ту атмосферу стремления к знаниям, которую обычно создает визит в музей. Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие. Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов. Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ результатов. В школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах от пассивного наблюдателя до организатора. Ведь, как сказал предыдущий оратор Ольга Михайловна, важно с детьми обсуждать и разговаривать. Социальными партнерами школы, помощниками в организации проведения многих акций и мероприятий, организаторами обучающих семинаров для наших педагогов и обучающихся является Музей Победы на Поклонной горе, Совет ветеранов района Марьино, ГБУ школа, ГБУ города 5 Москвы, ресурсный центр по развитию и поддержке волонтерского движения МОС-Волонтер, Московский центр «Патриот Спорт», благотворительный фонд «Старость в радость», муниципальный приют для кошек и собак «Печатники», благотворительный фонд «Добро мира», благотворительный фонд «Отказник.ру», Общероссийская общественно-государственная детская юношеская организация «Российское движение школьников» РДШ. Коллеги, приглашаю вас к сотрудничеству. Спасибо за внимание. Если есть вопросы. Конечно, я не успела рассказать все, что проводится в нашей школе в воспитательном отношении к подрастающему поколению.
но я постаралась выделить все самое важное, интересное и главное. Спасибо большое, Светлана Геннадьевна. Вы действительно очень постарались и уложились в регламент. И очень интересное выступление. Да, наш музей могут посетить все. Вот пройдя по QR-коду, пройдя на сайт Вы уже нашей... начали уже путешествовать по вашему музею. Спасибо. Какие-то есть вопросы к Светлане Геннадьевне? Да только слова благодарности и восхищения той работой, которая ведется. Роскошный музей, прекрасный онлайн, вот эта вот экскурсия. Завидуем белой завистью вашим ученикам. Спасибо вам огромное. Очень Спасибо интересно. большое. Хорошего дня, коллеги. Спасибо. Спасибо, Светлана Геннадьевна. Следующее наше выступление, позвольте предоставить слово еще одному ученику нашего юбиляра Антонова Владимира Михайловича, Амирхану Шамилевичу Тимирханову, который выступит с темой создания и использования инфографики на уроках истории как способ развития soft skills. Пожалуйста, Амирхан Шамилевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Благодарю вас, Рустам Закирович, за ваше приглашение на данное мероприятие. Действительно, для нас Владимир Михайлович является, наверное, одним из самых таких важных учителей эпохи нашего обучения в университете, потому что именно, как сказал Ришат Радикович, именно он заложил в нас основы теории методики преподавания истории в школе. Да, свое выступление хотел бы уже начать. У меня единственная вот тут проблема, связанная с презентацией, которая сейчас находится на экране. Я вот, к сожалению, пока не могу свою включить. Светлана Геннадьевна, вы могли бы демонстрацию экрана у себя выключить, чтобы я мог свою презентацию запустить? Сейчас мы... Попробуем выйти с ней на связь. Угу. Светлана Геннадьевна, можно презентацию убрать? Спасибо. Благодарю. Итак, коллеги, скажите, пожалуйста, моя презентация появилась на экране? Да, появилась. Минуточку. Итак, хотел бы представить вам свою, так скажем, методическую работу, посвященную развитию soft skills, либо так называемых гибких навыков, путем создания и использования инфографики на уроках истории. Ну, чтобы окунуться в эту тему, хотел бы немного затронуть вопрос, касаемый того, что такое soft skills. Вообще навыки, которые каждый из нас с вами как профессионал владеет, делятся на две группы. Это hard skills, это профессиональные навыки, это те навыки, которые мы владеем как профессионал определенного дела, да, и soft skills, это навыки социальные, к которым относятся такие, как умение работать в команде, публично выступать, критически размышлять, быть лидером, брать на себя ответственность. И меня эта тема достаточно сильно затронула. Актуальность в чем заключается? Мы с вами знаем, что в этом году у нас вышел приказ, согласно которому со следующего года у нас вступает в силу новый федеральный государственный образовательный стандарт для начального общего образования и основного общего образования. Так вот, в метапредметных результатах освоения программы предусматривается сделать акцент именно на развитии вот этих самых гибких навыков.
было проведено исследование двумя известными университетами, которые вынесли следующий вердикт, что профессиональные навыки занимают только 15% успешности каждого человека, в отличие от того, что 85%, то есть огромная, так скажем, да, часть навыков человека, они являются его социальными. То есть успешность человека больше зависит все-таки от его социальных навыков. Актуальность развития гибких навыков отмечал не раз и глава нашего государства Владимир Владимирович Путин, который заявил о том, что конкуренция каждого человека, и в частности, да, каждого из нас, будет зависеть от его, насколько развиты его гибкие навыки. Кроме того, актуальность этой темы, она связана и с тем, что не так давно был создан и опубликован атлас новых профессий, в котором были определены те профессии, которые появятся после 2020 года. И одной из такой профессий, я вот для примера себе взял, это биоэтик. Если мы с вами посмотрим, здесь как раз-таки выделяются те самые гибкие навыки, которым должен будет обладать данный профессионал своего дела. И возник вопрос, как владеет ли современный школьник этими самыми гибкими навыками, те дети, которых мы сейчас с вами все обучаем, с которыми мы работаем и так далее. Я провел исследование, задал два вопроса. Первый вопрос был посвящен тому, согласятся ли школьники выступить с публичным докладом на конференции. И второй вопрос был посвящен, готовы взять ли они на себя ответственность для создания того или иного образовательного проекта. Ну, результаты мы с вами видим, да, что по первому вопросу только 23% опрошенных были согласны выступить с публичным докладом. И по второму вопросу только 17 человек выразили согласие взять на себя ответственность. То есть для себя на основе данного исследования сделал для себя вывод, что, так скажем, умение детей брать на себя ответственность, работать в команде и так далее развиты, возможно, не очень, так скажем, достаточно слабо. И поэтому с целью своей работы я взял как раз-таки развитие этих самых гибких навыков. Как можно их развивать? И тут как раз-таки перехожу ко второй части, так скажем, важнейшему определению своего доклада, важнейшей части его, это инфографика. Что она позволяет делать? Развивать те самые навыки, о которых я уже сказал. Что же такое инфографика? Это графический способ подачи информации, направление современного дизайна и какова его главная цель – донести большой объем информации в краткой и понятной форме. То есть он предполагает совмещение как текстовой, так и визуальной информации. Есть различные виды инфографики. Ну, это стандартная хронологическая инфографика, иерархическая инфографика, статистическая инфографика, сопоставительная инфографика. Ну и пятый вариант, который для себя выделю, это географическая инфографика. И я стал применять данный, так скажем, данный инструмент на своих уроках. Есть различные сервисы для создания и использования инфографики. Самый доступный, так скажем, это у нас сервис Canva, который позволяет, в принципе, нам создавать не только инфографику, да, но и делать достаточно интересные, увлекательные презентации, различные рабочие листы и так далее. Поэтому, уважаемые коллеги, вот я, если можете сейчас вот тоже воспользоваться своим телефоном, использовать данный QR-код для создания и использования инфографики. Далее, сейчас я чуть дальше скажу, как на практике я данную инфографику использую на своих уроках. Конкретно приведу пример. Ну вот, одним из примеров создания и использования инфографики мы на уроке истории в 10 классе при изучении темы «Холодная война» создавали вот такую инфографику, да, в рамках которой она делалась командная работа, ученики работали с различными источниками и создавали вот такую достаточно простую, самую простую инфографику. Используя вот данный метод в своей работе, я провел через год опрос, в результате которого увидел, что использование вот этих различных подходов, в том числе инфографики, позволило мне добиться небольших положительных результатов. Да? Мы с вами можем видеть, если в 2019 году число опрошенных, которые соглашались выступить на конференции, составляло только 23 человека, да, из 100, то в 2020 году их стало 44. То есть я опрашивал конкретно только параллели, это были 9 классы. Вот, по второму вопросу, если мы берем то же самое, тут в 2 раза, то есть практически в 2 раза количество положительных результатов у меня увеличилось.
Теперь хотел бы перейти конкретно к практической стороне. Как я использую инфографику на своих уроках, как ее можно создавать. Понятно, что создание инфографики в электронном варианте, она требует определенных ресурсов, да, либо наличия ноутбуков, различных планшетов и так далее. Но я взял немного такой более простой способ, который мы использовали на уроке с детьми при изучении конкретной темы. И сейчас я его с вами продемонстрирую. Поэтому хочу вас тоже призвать к активному участию, чтобы вместе разобрать ту практическую сторону использования инфографии на уроках. Итак, прошу обратить ваше внимание. Вот, так скажем, 3 иллюстрации, да, что их объединяет? Пожалуйста, коллеги. Амирхан Шамильевич, у вас до сих пор стоит слайд, владеет ли современный школьник soft skills? Интересно, извините. А сейчас? Сейчас тоже. Да, зависла презентация. Зависла презентация. Сейчас, минуточку. А сейчас что на экране у меня? Вот уже вот это самое Кузькина. Я прошу прощения, коллеги, вы, оказывается, вот такая технический сбой произошел. Вот 3 иллюстрации, что их объединяет? Ну, коллеги, пожалуйста. Эпоха. Те события, которые связаны с данной эпохой, с человеком. Каким человеком конкретно? С личностью какой? Хрущева. Хрущева, Никита совершенно верно. То есть Никита Сергеевич Хрущев. Было приведено 2 текста ученикам для постановки проблемы на уроке. Пожалуйста, прошу вас быстренько пробежаться глазами по этим текстам и определить, какую проблему урока мы с вами можем на основе этих источников выделить. Как оценить деятельность Никиты Сергеевича Хрущева, его преобразование? Так, хорошо. Историю нашей страны, да? Хорошо. Ну, мы, естественно, тему выводили вместе с учениками 11 класса, да, это потому что они у нас в рамках еще старого формата изучения истории работали, и они определили так тему: Никита Сергеевич Хрущев, реформатор или разрушитель. Ну и для того, чтобы дать ответ на этот вопрос, была предложена тема изменений в политике и культуре. Я достаточно долго думал, как же можно изобразить графически, как ответить на этот вопрос, что предложить ученикам, чтобы мы могли в течение урока, изучая эту тему, графически все это изобразить. Очень долго думал и решил построить вот такую ось координат. По оси X я выделил те года, когда Хрущев находился у власти. По оси Y у меня были определены позитивные и негативные тенденции в его политике, то есть политической и экономической сфере. И сюда мы должны были наносить вместе с учениками, изучая тот или иной источник, те или иные события. Но сразу хочу сказать, что построение вот этого графика, который в конце урока увидите, он был достаточно субъективный. Каждый ученик мог оценить по-своему, критически отнестись к тому или иному событию, но мы старались приходить все-таки к общему выводу и строить общий график. И первое, что было предложено, это текст из доклада первого секретаря Хрущева на закрытом заседании о культе личности и его последствиях. То есть ученики, изучив данный текст, должны были ответить на ряд вопросов, которые вы сейчас видите на экране. Да? Какие заслуги Сталина перед страной признает Хрущев, каким личным качеством Сталина связывает Хрущев в возникновении культа личности и какие обвинения выдвигает Хрущев в адрес Сталина. Изучив этот текст, ответив на эти вопросы, мы должны были определить, насколько положительным либо отрицательным было это событие. Какова же была реакция общества на данное выступление. Но на первой иллюстрации вы видите такой митинг, который был организован в Тбилиси в марте месяце, где люди вышли на демонстрацию. Ну и второе, это событие, которое произошло у нас в Будапеште, да, в 1956 году. Реакция общества на это выступление, ну так скажем, и его последствия. Ну и мы стали наносить эти события на наш,
так скажем, вот этот самый график, и ученики оценили, что 20-й, естественно, стал достаточно положительным для жизни советского общества, а вот, например, митинг в Тбилиси они оценили отрицательно, потому что этот митинг достаточно насильно, так скажем, насильно разгонялся. Далее мы перешли к понятию десталинизации изучения, но я сейчас дальше чуть пропущу, и перешли к вопросу о уже культуре. То есть изучение такого важнейшего, так скажем, культурной стороны эпохи Никиты Сергеевича Хрущева под названием оттепель. Мы все с вами знаем, что данное событие оно получило, данный отрезок, так скажем, получил благодаря названию повести «Оттепель Эренбурга», и данное, так скажем, название вот этой повести, оно дало название всему периоду подъема советского искусства. То есть также опять работа с различными источниками, мы определили, что такое, дали и понятие, что такое оттепель, да, и уже перешли непосредственно к тем событиям, которые с ней связаны. Ученики, изучив небольшой фрагмент учебника, выяснили, что оттепель несла достаточно такой положительный момент, но в ней были отрицательные события, связанные, например, с чем? Ну вот, присвоением, с одной стороны, это было положительно, да, присвоением Нобелевской премии Пастернаку, с другой стороны, это постановление президиума, которое негативно оценило данное событие. Причем здесь еще приводились такие вырезки из газет, которые издавалось именно после этих событий, где, так скажем, инженеры, обратите внимание, экономист, там, пианистка, да, начальник цеха завода имени Кирова, они давали свою оценку деятельности Пастернака. То есть она была тоже негативной. И поэтому, также изучая вот культурную составляющую эпохи Хрущева, мы наносили также на вот наш самый график. Ну и в конечном итоге у нас получилось, построили вот такой график, на котором видно, да, что однозначную оценку деятельности Хрущева дать было нельзя. То есть здесь моя какая была цель? Чтобы ученики, чтобы учащиеся в процессе изучения данной темы критически подошли к тем или иным событиям в политике и культуре эпохи Хрущева. И, соответственно, сами дали ответ на вопрос, все-таки он был реформатором или же он был разрушителем. То есть вот это один из способов построения инфографики, который можно, на мой взгляд, использовать на урок. У меня, в принципе, все, коллеги. Какие у вас есть вопросы? Спасибо большое, Амирхан Шамилевич. Тоже очень интересно, познавательно. Ну вот у меня такое суждение, такой вопрос. То есть вот сегодня очень важно использовать вот такие новые, что ли, технологии обучения и воспитания с использованием графических ресурсов, медиаресурсов. Но как бы здесь тон вот в инфографике, наверное, задают все-таки средства массовой информации, такую тональность, да? Там можно увидеть журналистов в рекламе, public relation, но она постепенно вот проникает и в нашу образовательную среду. Ну вот ни для кого не секрет, что вот нынешнее поколение школьников, для них характерно такое клиповое больше мышление. И вот в этой связи, Амирхан Шамильевич, как вы думаете, вот как вот правильно совместить вот подачу визуальной информации, текстовой информации? Потому что вот современные дети, они действительно вот сейчас больше воспринимают вот именно что-то из того, о чем вы сегодня больше говорили. Спасибо большое за вопрос, Рустам Закирович. Ну, какова главная основная суть инфографики? Это визуализация. Как вы уже сказали, современное поколение, оно больше проводит времени у нас где в социальных сетях, да, и все социальные сети, они базируются на чем? На визуализации. Возьмем тот же самый Инстаграм. Инстаграм использует различные иллюстративные материалы и какие-либо к ним заголовки. И использование инфографики, на мой взгляд, может
ну так скажем, позволить донести больше информации по той или иной теме для обучающихся. И плюс, кроме того, это составление этой же самой инфографики. Ведь ее можно, например, задать группе, да, каких-то учеников, разбить ее на команды, раздать им эти задания. Пожалуйста, если мы, так скажем, инфографика – это просто инструмент, вот как я считаю. Это просто инструмент для развития этих самых гибких навыков, о которых я сказал. Они позволяют, если мы с вами разбиваем на группы и даем задание группе, то это, пожалуйста, умение работать в команде. Представление инфографики – это навыки развитие навыков публичного выступления. Если мы с вами говорим о работе с источниками различными и составлении на их основе инфографики, это, пожалуйста, развитие критического мышления. То есть для меня инфографика – это просто инструмент. Спасибо. А можно еще вопрос, коллеги? Да, конечно. Давайте. Да, пожалуйста. Амирхан Шамильевич, спасибо большое, с интересом послушала ваше выступление. У меня, знаете, какой вопрос? Не жду ответа, хочу ваших размышлений, потому что сама над ним размышляю. Ну вот, когда мы предлагаем ученикам, условно говоря, созидатель или разрушитель, там про Петра Первого у нас все время там чудо или чудовище, ну и так далее. То есть, условно говоря, какие-то контрастные оценки. Вот насколько это корректно? Когда мы пытаемся вместе с учениками, ну, я не знаю, все-таки, условно говоря, работаем в оппозиции плохой-хороший. Вот, может быть, задача учителя истории в том, чтобы вот эта палитра оценок не была черно-белая, а была разноцветная, разная. В каком смысле? Что ведь есть и дополняющие оценки, открывающие разные грани того или иного человека. Понимаете, да? То есть у нас вот... Я себя сама на этом ловлю, что мы все время, да, плохо или хорошо. А ведь, наверное, ну, как сказать, разные есть ракурсы. И по-разному, и не плохо, и не хорошо. Потому что разный человек, и многоликий. Вот как тут быть с этим? Мне очень интересно ваше мнение, как практикующего учителя, вот с таким интересным опытом. Поделитесь, пожалуйста. Вы знаете, такой достаточно, я согласен, очень важный такой вопрос. Но если мы говорим конкретно про эту тему, вот о которой я сейчас говорил, освещал, да, тему касаемо Хрущева, то проблему урока дети определяли сами. То есть они ее озвучили, как они ее озвучили, я условно так ее и записал. И именно поэтому, вы знаете, я честно скажу, я очень долго думал, как эту тему именно представить в формате инфографики. Именно поэтому я и взял координатную плоскость. Потому что там, вот на ней, да, вы можете оценить в процентном соотношении от 0 до 100, насколько это было важно, либо позитивно, либо негативно. И именно поэтому я и предложил им построить вот такой, скажем, кривой график. И вывод, и потом, когда закончился урок, я задал вопрос, как мы должны ответить на этот вопрос. Дети достаточно, ну, так скажем, пришли в тупик. Они говорят, у нас вот такая кривая, волнообразная. То есть однозначно оценки дать мы не можем. Здесь я с вами согласен, да, очень часто, и в том числе я сам, готовясь даже к этому уроку, да, я ставил постановку проблемы, что дети примерно так скажут, отрицательно либо положительно. А вот золотая середина тяжело, мне кажется, потому что это все-таки некий, так или иначе, субъективизм. Я просто, знаете, про что подумала? Я не знаю, как для Уфы актуально или нет, но вот для Новосибирска это было актуально, потому что, по большому счету, люди переселились из бараков в комфортное жилье. То есть у нас много хрущевок. Может быть, пойти по пути вот именно от человека, что изменилось в жизни человека, и тогда вот не отрицательно, положительно, но какие-то... Ведь много из того, что было создано, есть сейчас. И, может быть, вот я не могу ответить на этот вопрос. Я просто ищу варианты, как уйти от, ну, поняли, да, вот этой бинарности, поискать какие-то ракурсы. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо, Амирхан Шамильевич. Ну, действительно, наверное, вот крайние такие оценки, они актуальны, ну, для уроков, скажем, дебатов, да. А вот более такая разноцветная палитра того или иного исторического персонажа, она, наверное, более правильно. Я с Ольгой Михайловной совершенно согласен, и тоже есть здесь над чем размышлять. Коллеги, у нас еще два интересных выступления, поэтому просьба придерживаться регламента. И с таким же удовольствием я предоставляю слово коллеге
из Стерлитамакского филиала Башкирского госуниверситета. Со Стерлитамаком мы тоже сотрудничаем. Мухамедяновой Эльвире Валерьевне использование интерактивных методов обучения в процессе формирования исторической памяти школьников. Здравствуйте, уважаемые коллеги, участники конференции. Очень рада вас всех приветствовать. И таких знаменитых людей, прекрасных методистов, очень приятно. Тема моего доклада посвящена актуальной проблеме формирования исторической памяти школьников методами интерактивного обучения. Хотя, конечно, само понятие «историческая память» не имеет однозначной трактовки. Например, если вот мы посмотрим разные вариации, как трактуется это понятие, то, например, в работах, публикациях Ольги Юрьевны Стреловой данное понятие преимущественно трактуется сквозь призму решения практических задач, которые вот выведены на слайде. Это и развитие интереса к изучению мест памяти, истории их создания и приобщение к участию в охране памятников истории и культуры. С точки зрения Козновой, историческая память – это передаваемая различными способами и закрепленная информация о прошлом, знания и опыт, причем эмоционально окрашенный опыт и особая культурная конструкция. В настоящее время в Российской Федерации реализуется ряд проектов, нацеленных на усиление воспитательного потенциала школьного исторического образования. Ну, например, это программа «Патриотическое воспитание», федеральный проект, программа партии «Единая Россия. Историческая память». Однако вот данные программы и проекты в большей степени ориентированы на внеурочную деятельность обучающихся, в то время как актуальной является задача формирования исторической памяти у всех учеников, что наиболее целесообразно, конечно же, осуществлять в рамках школьных уроков истории. Но, однако, хотелось бы отметить наличие серьезных проблем в реализации воспитательного компонента ФГОС, в частности, формирования личностных результатов обучающихся, связанных с информационной насыщенностью школьного предмета «История» и фактического доминирования знаний его компонента, наиболее подвергающегося контролю посредством всероссийских проверочных работ ОГЭ, ЕГЭ по истории. Наблюдается постепенное расширение информационного содержания предмета, что вызывает отторжение обучающихся от его изучения. Ну вот мы наблюдаем в последнее время, я работаю сама в приемной комиссии более 10 лет, наблюдается снижение количества абитуриентов, во многом связано с тем, что многие дети перестают сдавать экзамен ЕГЭ. Вот мы можем привести такие вот факты, что в 2020 году, если в России ЕГЭ по истории сдавало 102 230 тысяч человек, то в 2021 году примерно 99 тысяч, и снизился средний балл. И, соответственно, что возникает очень серьезный вопрос, как в условиях ограниченности времени на изучение предмета, доминирования тестовых форм контроля знаний, учителю пробудить живой интерес к истории, вызвать яркую эмоциональную реакцию на события и способствовать желанию детей изучать историю родного края, села, заботиться о памятниках истории и культуры. И вот, на мой взгляд, наиболее оптимальным способом решения таких проблем является использование интерактивных способов обучения. Все мы прекрасно понимаем, что интерактивная форма обучения, она позволяет в формах совместной деятельности осуществлять образовательный процесс, когда ученики взаимодействуют друг с другом и с педагогом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают работу, погружаются в атмосферу делового сотрудничества. И в данном случае я хотела бы в рамках доклада проиллюстрировать некоторые методы интерактивного обучения, вот в частности метод проектов, исследовательский метод, кейс-метод, метод мозгового штурма. Хотя, конечно, методов очень много, которые у нас относятся к интерактивному обучению. Конечно, сейчас ключевым методом в обучении является метод проектов. Почему? Потому что он успешно интегрирует в себе, в принципе, все остальные подходы. И, соответственно, что метод проектов помогает, трактуется по-разному. Это и исследовательский проект школьника, который имеет определенную новизну и требует найти исторический документ, побывать в архиве, музее, поговорить с очевидцами событий, то есть провести свои микроисследования. Но также могут быть предложены проектные технологии, проекты, их выполнение и на уроках истории, когда
деятельность ученика может заканчиваться конкретным результатом. И хотелось бы также привести конкретные примеры, которые вот скажем так, в рамках обычных уроков позволяют успешно решать проблему формирования исторической памяти. Вот здесь я хотела бы предложить посмотреть материалы учебника по истории древнего мира 5 класса известных авторов Вигосина, Годера, Свинцицкой, которые используются в современном обучении. И вот как сквозь призму трактовки различных исторических сюжетов мы можем у детей активизировать интерес. Вот, допустим, если мы посмотрим данный параграф, это параграф номер 3 «Возникновение искусства и религиозных верований», то здесь содержится информация об открытии наскальных рисунков в пещере Альтамира в Северной Франции, и раскрываются загадки древнейших рисунков. Ну вот я выставила информационный контент этого параграфа, и несложно заметить, что здесь совершенно не упоминается аналогичный памятник древнейшей палеолитической живописи, который датируется примерно тем же временем. По последним данным историков, это 19-17 тысяч лет назад, это пещера Шульганташ, которая находится на территории Бурзянского района Республики Башкортостан. И вот для того, чтобы вызвать яркую эмоциональную реакцию учащихся, очень важно рассказать о сенсационности открытия этой пещеры в 1959 году биологом Рюминым. Большое внимание необходимо уделить описанию рисунков, их схожестью с рисунками в пещерах Альтамира в Испании, Ласка во Франции. В данном случае, вот, разрабатывая саму концепцию урока, я считаю, что целесообразно показать обучающимся отрывок из научно-познавательного фильма «Загадки уральского палеолита», снятого в рамках телепередачи «Историческая среда» телеканала БСТ, в котором ставится ряд проблемных вопросов. Как можно объяснить одновременный всплеск интеллекта и творческой мысли в разных частях Европы, на Крайнем Западе в Испании и на Крайнем Востоке Южный Урал? Авторы фильма предлагают исследовать загадку появления аналогичных рисунков в разных частях света и понять, как могли появиться рисунки в пещере Шульганташ так далеко от франко-испанского мира. Целесообразно в рамках просмотра части фильма, вот после того, как прозвучала эта проблема, предложить детям поработать в группах и выдвинуть свои гипотезы относительно ответа на эти вопросы. После обсуждения в группах учащиеся выдвигают свои версии, и учитель показывает отрывок фильма, в котором говорится о том, что в то время количество жителей в Европе было очень небольшим, несколько сот тысяч человек, и, скорее всего, европейские охотники в своих миграциях доходили до Южного Урала, где оставили свои наскальные рисунки. Однако у учеников может возникнуть закономерный вопрос, а действительно ли эти рисунки оставили европейские охотники, что они действительно были здесь? И здесь целесообразно привлечь материалы сюжета фильма, где анализируются данные исследований генетиков, генотипа коренного населения края Башкир, в результате которых было установлено, что у 80% мужчин Башкир, Пермской области и Баймакского района в генотипе присутствует ген R1b Y-хромосомы, носителями которого являются жители Англии, Шотландии, Ирландии и Северной Франции. Но также следует отметить, что во Франции есть более древние святилища, поэтому традиция наскальных рисунков шла именно с запада, а не наоборот. И, конечно, рассмотрение древних религиозных верований первобытных людей также можно целесообразно организовать с опорой на рисунки пещеры Шульганташ. Конечно же, в рамках формирования исторической памяти особое внимание необходимо обратить внимание учеников на необходимость сохранения уникальных памятников природы и культуры. Нужно обязательно сказать детям, что пещера находится в одноименном заповеднике, в котором есть интересные природные объекты, которые можно посетить в ходе экскурсий, что на территории самого памятника есть музей пещеры, гостиная «Пчелиный лес». И, конечно, вот использование данных материалов на первых уроках истории поможет привлечь внимание учеников к новому для них предмету и показать, что мир в прошлого можно совершать увлекательное путешествие, и что история нашего края полна загадок. Ну, также хотелось проиллюстрировать и еще два подхода в рамках интерактивной технологии обучения. Например, исследовательские навыки, которые мы можем формировать с опорой на формирование исторической памяти, в частности, в условиях привлечения первоисточников при изучении важных тем по истории России. Например, в рамках курса 7 класса «История России» темы «Внешняя политика» Ивана IV. Здесь также, если мы посмотрим
материалы школьного учебника, то по теме внешняя политика Ивана Грозного, допустим, актуально для нашего региона, теме присоединения башкир посвящено всего одно предложение, в котором они просто перечисляются, как и другие народы, которые изъявили желание войти в состав России. Однако необходимо отметить, что все-таки это был первый кочевой народ, вошедший в состав России на уникальных условиях с сохранением собственного самоуправления и вотчинного права на землю. Конечно, вот на это, мне кажется, нужно обратить особое внимание. Ученикам может быть предложена работа по группам с изучением условий присоединения на основании привлечения шежире, родословных разных башкирских племен. Например, Мин, Юрматы, Бурзян, которые дают ценную информацию об условиях и характере вхождения. И то, что, по сути, ученики могут сами понять характер присоединения. При этом необходимо, скажем, акцентировать внимание учеников на том, что почему же русское государство, имея значительный военный потенциал, решило использовать мирные способы присоединения и сделало такие серьезные уступки, предоставив вотчинное право на землю, что является нетрадиционным явлением в отечественной истории. В рамках работы по группам можно предложить различные интересные проблемные вопросы, которые я вывела на слайд, но не буду долго их комментировать в условиях ограниченности времени, но все эти вопросы позволяют ученикам вступить в дискуссию, выработать какую-то свою концепцию ответа на эти вопросы. И, конечно же, вот эти технологии работы с этими материалами позволяют сформировать умение работы с текстовыми источниками и так далее. И также хотелось бы отметить, что в рамках изучения этой же темы можно использовать метод мозгового штурма. Мозговой штурм или атака, которая ориентирована на решение проблемы, при котором ученикам предлагается высказывать как можно большее количество вариантов решения. Затем из общего числа высказанных идей отбираются наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. В данном случае я предлагаю задать такой вопрос: почему башкиры приняли подданство православной России, а не мусульманской Турции, которая являлась достаточно сильным государством, завоевавшим огромное пространство от Малой Азии до Гибралтара. И в рамках формирования исторической памяти, конечно, изучение темы необходимо связать с изучением символов Башкортостана, цветком курая, который олицетворяет единение 7 башкирских родов, отправивших в 1955 году XVI века объединенное посольство в Казань. И, конечно же, обязательным является знакомство на данном уроке, обучающийся с памятником, посвященным 400-летию вхождения Башкирии в состав России, монумент «Дружба». В рамках реализации работы по группам мы можем завершить их работу ребят конкретным результатом, например, попросив изучить материалы, фотографии на слайдах, общий вид памятника, детали барельефа, попробовать интерпретировать, дать небольшие материалы детям для того, чтобы они могли легче это интерпретировать, и в качестве проектного задания предложить составить небольшую экскурсию для туристической группы, которая впервые знакомится с этим памятником. Для оживления учащихся можно будет им предложить составить экскурсию для разных туристических групп, например, для воспитанников детского сада, тинейджеров, для иностранной делегации из Китая. В рамках реализации интерактивной технологии обучения, безусловно, важную роль играет метод кейсов, который ориентирован на умение работать с информацией, выявлять ключевые проблемы, выбирать альтернативные способы решения. Данный подход, например, успешно может применяться в старших классах при изучении темы «Гражданская война и военный коммунизм» в 10 классе. Что касается общего такого контекста исторического, я вот просто продемонстрирую кейс, который был составлен для группы «Белые». В результате делятся ребята на 3 группы: белые, красные и зеленые, каждый из которых получает свой пакет заданий. Но в основном контекст схож с тем, что нужно выявить причины названия, цели основные, идеологию, за что сражались участники и так далее. И ставится такая очень серьезная общая цель решения кейсов, является решение общей проблемы, почему же победили красные и потерпели поражение другие политические силы. И закончилась ли гражданская война в национальном сознании российского народа. И, соответственно, то есть я просто материалы слайдов кейса продемонстрирую, потому что кейс должен иметь разнородную информацию, визуальную, документальную и так далее. Но для того, чтобы актуализировать данный вопрос применительно к современности и вопросам исторической памяти, мне кажется, необходимо привлечь материалы, связанные с сайтом «Объекты культурного наследия Республики Башкортостан». Изучив данный материал, я увидела, что основная часть памятников – это прежде всего памятники гражданской войны,
Они есть во всех районах и городах республики, но дети могут, допустим, можем пролистать и увидеть, что все эти памятники посвящены дань уважения красноармейцам, погибшим за власть Советов с чехословацкой группировкой Колчаком. И нетрудно заметить, что памятников, посвященных белым, нет. И вот недавний инцидент, произошедший в Стерлитамаке в мае 2020 года, когда на улице Мира местным предпринимателем был установлен бюст адмирала Колчаку, к столетию со дня его трагической гибели и демонтированный за ночь, говорит о том, что гражданская война в сознании народа не завершена. И возникает вопрос к детям, почему со временем гражданской войны прошло 100 лет, и почему же бюст Колчака был убран? Ведь данный деятель был не только лидером белого движения, но и ученым, полярным исследователем, океанографом, героем обороны Порт-Артура. Использование заданий позволяет связать прошлое и настоящее, является важным компонентом кейс-технологии. Таким образом, хотелось бы отметить, что использование данных методов технологий интерактивного обучения будет способствовать не только формированию познавательного интереса к изучению истории своего края, города, района малой родины, но и станет важным фактором на пути формирования ценностных ориентаций гражданина России, национальной и гражданской гордости обучающихся и российской идентичности. Спасибо большое за внимание. Я немножко торопилась, чтобы успеть по времени. Если есть какие-то вопросы, буду рада на них ответить. Большое спасибо, Эльвира Валерьевна. Несмотря на то, что вы торопились, все было очень понятно, и вы уложились в регламент, что тоже немаловажно. Вообще, вот я знаю, что вы давно работаете вот в плане интерактивных методов обучения, и проектная деятельность сегодня актуальна, и кейс-технологии. Я знаю, что вы даже использовали, ну, слово «даже», наверное, неправильно, использовали материалы нашего исторического парка в разработке вот, темы «Гражданская война в Башкирии». Да? Вот, я тоже всегда вот думаю над кейс-технологиями, над кейсами, как их правильно и грамотно использовать в преподавательской деятельности. Но вот мне кажется, что вот кейсы, кейс-технологии, они вот все-таки больше получили распространение при преподавании обществознания. Вот, хочется спросить, вот у вас есть еще какие-то такие наработки по кейсам, еще по каким-то темам, кроме вот темы «Гражданская война»? Рустам Закирович, спасибо большое за вопрос. Вот вы прям такой затронули мою, очень такой серьезную мою любовь к кейс-технологии. Но дело в том, что вот я работала когда в школе, я уже начала впервые их применять. Сейчас я уже преподаю в ВУЗе, преподаю новейшую отечественную историю студентам, и у меня все абсолютно темы по 20 веку, они сформированы в кейсы. То есть вот стандартные классические ответы студентов, как часто они у кафедры, часто с интернета быстренько содранные материалы, ну, я уже не разрешаю. То есть студентам даются кейсы заранее, по всем периодам разработаны кейсы и по правлению всех основных, то есть как советский период. И, соответственно, заранее студентам даются кейсы, они дома над ними работают, кейсы заставляют их искать разнородную информацию и самостоятельно отвечать на вопросы. И вот то, что вот сейчас я продемонстрировала, это как раз те кейсы, которые мы используем в реальной практике на историческом факультете Стерлитамакского филиала Башгу. Разработаны кейсы также вот практически по всем, по НЭПу, по военному коммунизму, по индустриализации, коллективизации, Великой Отечественной войне. Практически каждое занятие у нас проходит либо в лабораторной работе в форме работы с документами, в том числе визуальными. Вот сегодня Ольга Михайловна вот рассказала, я тоже применяю очень много визуалистики, плакатов, портретов. Все вот это мы делаем. И разработаны все кейсы, да, по всем периодам. Немножко посложнее последние уже периоды, 92-2000-е годы. А вот по советскому периоду прям вот есть все кейсы. Ну вот самая большая сложность в их разработке в том, что ведь кейс должен иметь выход на современность, что бывает сложно эту цепочку построить. И вот здесь вот я как бы показала пример, как я долго думала, эту цепочку выстроила, связанную с современностью, и с тем, что на самом деле в нашем сознании продолжается какое-то вот, есть все-таки противостояние белых и красных. Спасибо за вопрос. Спасибо. Еще вопросы? Ольга Михайловна, вы хотите задать вопрос?
хочу включить звук. Эльвира Валерьевна, спасибо большое. А мне знаете, какой вопрос тоже вот на уровне вашего опыта? Вот я поняла, что вы тоже работаете с памятниками, с памятными местами. Не встречались ли вы с такой проблемой, что не всегда ученики и студенты понимают смысл того или иного памятника, поскольку он все равно возник в определенную эпоху, напоминает о прошлом людям определенной эпохи. То есть понятно, что мы рассказываем, но вот я, знаете, сталкивалась с тем, что прочтения разные. Ну, как бы изначально, который смысл заложен, да, и то, что видят наши ученики, как они это считывают. Вот как с этим быть? Что вы делаете? Или такой вот у вас не было проблем? Михаил, это очень серьезная проблема, потому что действительно у особенно младших школьников нет вообще интереса к памятникам. Для них это какие-то вот такие вот архаизмы, которые даже не стоят внимания. Я столкнулась с этим в личной своей жизни, вот когда мы с дочерью поехали в Шульганташ, она пятиклассница, и я пыталась ее вот воодушевить вот этим памятником. Вы знаете, она говорит, это было давно, это уже не актуально, это большая сложность. И как вот это, как с этим бороться? С этим бороться, я думаю, так, постоянно на уроках вот показывать им эти памятники, их уникальность, и через какое-то время количество, я надеюсь, перейдет в качество. То есть акцентировать на это внимание, как это интересно. И вот если об этом часто вот это использовать, мне кажется, через какое-то время лед тронется. То есть не эпизодически использовать применение памятников, показ, как они отражены, как исторические события отражены в памятниках, а регулярно вот на каждом уроке показывать какой-то памятник. Ну и, наверное, мне кажется, вот опыт самого педагога, ну, который позволяет показать, что он сам очень заинтересован, сам интересуется культурой. Вот, ну, например, поездки, так, вот, что он сам, вот, допустим, совершил поездку. Там, вот я из Калининграда недавно приехала. То есть и прям вот показ видеосюжета, как вот ты путешествовал, что ты видел, какие ты чувства переживал, мне кажется, на какое-то время это вот может привлечь, как-то вот немножко разбудить их эмоции и чувства. Вот поэтому только вот так я это вижу, через личный пример, что педагог сам постоянно путешествует и знакомится с памятником и показывает ребятам. И, конечно, на уроке находить немножко времени, показать, как история отражена в памяти народа. Спасибо. Ну, мне кажется, вот хорошая еще идея была, знаете, на конгрессе учителей по поводу пушкинской карты для учителей. Для детей сейчас у нас есть. Да. Если бы что-то такое для сделали нас, для учителей, наверное, это конечно. было бы хорошо, потому что у нас такая большая страна, и на самом деле много интересных мест, ну, где, если учитель был сам, то, наверное, это и станет основой. Конечно. Да. Спасибо. Коллеги, если Спасибо. позволите, тоже небольшой ремарк ставлю, если Рустам Закирович тоже не против, естественно. И Эльвира Валерьевна, вот большое спасибо за такой интересный опыт. Ну, во-первых, сочетание национальной истории и региональной, да, и вот тех приемов, которые позволяют, интерактивных приемов, которые позволяют историческую память, значит, развивать. Вот, наверное, продолжая обсуждение этого вопроса, который начали с Ольгой Михайловной обсуждать, вот насколько вообще потенциал использования тех же, например, виртуальных экскурсий или, ну, вообще современных вот этих вот виртуальных, скажем так, источников, да, которые, ну, я думаю, что есть какие-то возможности их использовать, и я думаю, что это как раз один из способов, в том числе и сделать и памятники интересными для детей. Ведь это можно вот здесь сейчас, в принципе, с ними осуществить. Или я не прав? Да, абсолютно согласна, да, безусловно. То есть в процессе преподавательской деятельности, безусловно, особенно при изучении вот тем культуры, сегодня говорили, очень солидарно с Ольгой Михайловной, что изучение темы культуры крайне сложна вообще. И вот здесь, наверное, существенным выходом является использование методов виртуальной экскурсии. Ну, вот в частности, я еще параллельно преподаю методику обучения истории. Вот у меня есть прекрасные студенты, которые в прошлом году разрабатывали задания прямо с виртуальной экскурсией, когда вот с помощью специальной программы они делали такое задание, которое позволяло войти в дворянский особняк, прям по нему путешествовать, найти какие-то предметы обихода, культуры, чтобы понять, как жили дворяне в то время. То есть мы тоже это используем в практике, но я теперь уже больше как методист, то есть мои студенты, они стараются использовать современные технологии тоже, и вот мы вот, например, да, мы даже сами, вот они мне разрабатывают виртуальные экскурсии по какой-то теме, позволяющие вот как через вещественные источники лучше понять историю. Спасибо большое. Ну да, тем более в условиях существующих ограничений, я думаю, это тот способ, который позволит сделать действительно актуальным и таким, ну, и ребята смогут прочувствовать саму обстановку, да и значение тех же самых памятников и прочих элементов. Спасибо большое. Спасибо, Эльвира Валерьевна, огромное спасибо. Еще одно наше
выступления в нашей секции. Надеюсь, Марина Геннадьевна уже появилась с нами. Да, должна, вот она уже с нами. Презентацию теперь мою, давай. Да. Это Марина Геннадьевна Цыринова, если я правильно ударение ставлю, кандидат педнаук, доцент, директор Института непрерывного образования Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова с темой «Роль выездного образовательного модуля в подготовке учителей истории». Марина Геннадьевна, пожалуйста, презентацию, да, запускаете? Да. Добрый вечер, дорогие товарищи. Извините, пожалуйста, за задержки. У нас тут немножко напряженка с интернетом получилась. Рада вас приветствовать в Башкирском государственном педагогическом университете из далекой Бурятии, с берегов Байкала. Большой пламенный привет. Видно мою презентацию? Да, все хорошо. Все, тогда начинаю свой доклад. Мы очень рады знакомству с университетом. Я внимательно послушала доклады, так все интересно. Поэтому вот то, что Zoom сегодня существует, это дистанционное цифровое обучение, оно нам позволяет, в принципе, как раз работать в том режиме, что мы можем увидеть друг друга, хотя мы находимся в разных часовых поясах и по всей России. Я назвала свой доклад «Роль выездного образовательного модуля в подготовке будущего учителя истории». Но хочу начать с того, что в современных условиях мы должны готовить будущего учителя истории. Хочу отметить то, что у нас Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова. Доржи Банзаров – это первый бурятский ученый в европейском плане. В 2022 году будет отмечать 90-летие. БГПИ он сначала назывался, как и ваш, Бурятский государственный педагогический институт, потом он был переименован Бурятский государственный университет, переформатирован. И вот какое-то время не готовили учителей истории. Вот сейчас у нас появилось направление педобразования, учитель истории и обществознания. Вот как раз мы сейчас занимаемся, и были магистерские программы для историков, чтобы они могли потом пойти работать в школу. И вот проводя такую большую работу, мы очень... У нас там были исследовательские, проектные практики, и вот как раз небольшое такое исследование провели, и увидели то, что вот многие учителя современные, и молодые, и возрастные, не всегда могут организовать работу с проектной исследовательской деятельностью. А вы знаете, что новый стандарт как раз говорит о том, что необходимо такое понятие индивидуальный проект появилось. Да? И вот мы такое исследование провели, они показывают, что 35% испытывают трудности при проведении проектной работы в рамках школьного курса, вызывает затруднение 25% учителей. Но в основном учителя переводят организацию проектной исследовательской деятельности, переводят на внеклассную, внеурочную работу. Вот поэтому вот к этому вопросу мы озадачились и подумали, как можно будущих учителей истории готовить к организации проектной исследовательской деятельности. И вот мы ввели в магистратуре спецкурс, который называется, вернее, не ввели, а он есть, организация проектной исследовательской деятельности. И в рамках вот этих всех дел у нас были организованы еще с 2012 года образовательные экспедиции. Да? И поэтому в рамках... У нас магистерская программа была построена так, что они изучали погружение, вот один предмет, 2 недели, мы с ними работаем. Воспользуясь этим, организовали образовательный выездной модуль в рамках спецкурса исследовательской практики в историческом образовании. Вот сейчас у меня студенты с 4 октября вышли на практику ознакомительную. Мы тоже решили организовать 2 образовательных модуля, которые вот сейчас будем, один уже реализовали, второй будем реализовывать, о которых сейчас расскажу. Ну и, конечно, вовлечение студентов в исследовательскую деятельность позволяет им научиться и сопровождать, вот именно научиться сопровождению проектной и исследовательской деятельности. Но образовательные экспедиции у нас возникли с 2012 года. Здесь большую роль сыграла Ольга Юльевна Стрелова, которая приехала с своими студентами к нам в Улан-Удэ, и мы выехали в Монголию, соседнюю республику. Сейчас она очень намертво закрыта с ковидом, да, но в то время это были возможны выезды, и мы провели несколько экспедиций исторических: Халкингол, место памяти, историческое образование в России и Монголии, политические репрессии в России и Монголии, Россия и Монголия в 20 веке и так далее, и так далее. Это была такая очень интересная экспедиция у нас, образы жизни, менталитет кочевника, которая проходила
вместе с учителями. У нас были, по-моему, там представители 12 регионов Российской Федерации, это со школами РЖД, из Москвы приехала Тамара Натановна Эдельман, да, и вот это как раз тот был тоже интересный проект, когда мы приехали, учителя, заехали в Монголию, Тамара Натановна Эдельман так сказала, не всем толерантно, посмотрим, как живут те, которые нам испортили жизнь в 13 веке. Когда мы заехали в Монголию, там в Улан-Баторе, нас возили, там показывали очень много аутентичных мест, что сохранили они, в общем, 13 век для них это одно из самых знаковых событий. Сейчас у нас как раз была дискуссионная площадка журнала преподавания истории в школе, где обсуждался вопрос проблемы исторической памяти. И вот там как раз вот мы тоже говорили об этом, да, в Монголии вот этот 13 век это такая память, которая достаточно все тиражируется, да. И когда мы оттуда выезжали, Тамара Натановна Эдельман сказала, теперь я буду преподавать историю совсем по-другому, потому что это был другой менталитет, это кочевнический менталитет, да, о котором мы с вами иногда не говорим в школьном курсе истории. Поэтому я считаю, что это тоже была достаточно знаковая такая ситуация, когда взрослые учителя меняют свою точку зрения после экспедиции. Ну, в рамках экспедиции студенты выполняли работы в течение дня, потом вечером они защищали проекты, и это были по музеям, это были по общим страницам истории, это были по образам России в Монголии, образов Монголии в России, и как отображается в городском пространстве России в этом отношении. Поэтому здесь было очень много работы, они защищали мы по итогам нашей экспедиции, мы провели даже выпустили несколько пособий, да. Ну, что такое мы понимаем под выездной образовательный модуль? Это ограниченный по времени этап обучения, интенсивное погружение в материал. Модули бывают обучающие, где студенты получают знания в широком смысле слова деятельности, деятельностные, где студенты получают опыт участия уже в идущей деятельности, и практические, что студенты получают некую площадку для реализации собственных проектов. По форме проведения мы выделяем следующие типы модулей. Это учебная площадка, когда группа работает на одной площадке. Выездной модуль – это когда группа выезжает в другой населенный пункт, в другой регион, потому что вы знаете, что выезд позволяет находиться круглосуточно, да, вот режим обучения переходит в круглосуточный режим, да. Ну и дистанционный модуль, когда группа работает удаленно. Сейчас сегодня технология очень хорошо это позволяет. Но это достаточно самостоятельная часть образовательной программы, которая посвящена определенному кругу вопросов, который дополняет основное содержание программы. Модуль включает в себя один или несколько разделов, и могут по тем или иным причинам несколько обособлены от остальных разделов программы. Он встраивается в какую-то программу, ну, может быть, гибким, модифицированным, зависит от того, какую мы задачу ставим перед собой и перед студентами. Ну, здесь, конечно, очень важная цель, то, что мы к теоретическому изучению все-таки подключаем методические рекомендации, как работать в данном русле, чтобы это тоже обучало их сопровождению в том числе. Ну и, конечно же, добавляем практически самостоятельную творческую работу для реализации исследовательских заданий. Вот у нас как раз, когда был первый образовательный модуль, это магистерская программа была, исследовательские практики в историческом образовании. Мы каждому студенту делаем вот такие рабочие тетради, в которых делятся на первая часть – это программа пребывания, где расписано, кто чем занимается, да? Вторая часть рабочей тетради – это все моменты, которые связаны с выездом в тот или иной регион. Например, мы когда выезжали в Москву, там про Красную площадь, про все знаменитые здания, чтобы потом было легче работать, кое-что из интернета берем, кое-что так формируем, да. А третья часть – это задания индивидуальные, задания для группы. Задания для группы. И вот когда мы выезжали первый раз, то там были такие темы. Первый день, они каждый день посвящен какой-то одной определенной проблематике. Вот первый день – это «А я иду, шагая по Москве». Это связано с тем, что мы только приехали, и мы там, конечно, очень много работали, да. Это кроме экскурсии Красной площади, это были посещение исторического музея, пешеходная экскурсия по маршруту Кремль, станция метро Смоленская, 3 километра, где на каждом этапе были предусмотрены исследовательские задания. Наибольший интерес по данной теме у студентов вызвал задание разработать исследовательскую историческую квест-игру для школьников по страницам памяти Московского Кремля. На все дни пребывания у студентов было сквозное задание, это про московское метро, так как они ежедневно совершали экскурсии по станции метро, вынуждены, мы же все время перемещались по метро. Задание звучало так: Флоренция времен Данте, Афинский Акрополь, готические витражи, скульптуры Микеланджело. Это все московское метро. Разработать алгоритм исторического исследования по теме метро «Живая история страны».
где можно проследить, что значило метро для советского человека, увидеть, как эпоха изменений в мировоззрении людей отражались в оформлении станции, научиться читать различные памятники, обращать внимание на то, что легко не заметить в повседневной суете. Выделите станции метро по номинации, которые определите сами. Ну, вот один студент пишет так, что история метро неразрывно связана с историей страны. И поделил на этапы, и поделил на... Третий этап он выделил 70-е 2000-е годы, отметил все этапы, которые имеют интересное место. А по номинации он выбрал станцию метро Новослободская как самая яркая. Он пишет так: 32 красивейших витража выполнены по рисункам Корин, украшают пилоны, они обрамлены разной полосой с позолоченного латунчика на работу и так далее, и так далее. То есть вот тоже я потом спрашивала, все станции метро вы посетили? Нет, говорит, не все, но из тех, на которых были, вот ему понравилась Новослободская. Тема второго дня – это была Москва, пространство впечатлений. Потому что это было воскресенье, мы пошли в Третьяковскую галерею, там тоже были специальные задания. Вечером мы попали в Российский орден-академический молодежный театр «Рамт», был просмотрен спектакль «Демократия». Ну, в последующие дни групповая работа была при посещении кафедры методики и преподавания истории Института истории и политики МПГУ. Нам устроила встречу Вяземский Евгений Евгеньевич, и мы даже посетили лекцию доктора исторических наук профессора кафедры Марины Владимировны Коротковой. На следующий день мы посетили гимназию номер 15-14, которая там у них специальная такая организованная исследовательская работа, но в процессе там у них по модулям делится. И вот как раз с нами доктор, кандидат наук, философский доцент Глебкин перед нами выступил, рассказал, и мы были у него на уроке, да. Ну, интересная встреча прошла у нас в институте, в Российской академии образования, Институт стратегии развития образования, Центр социально-гуманитарного образования. Это встреча с доктором педагогическим профессором Алексашкиной Людмилой Николаевной, где она как раз вот провела круглый стол. Ну, там он как круглый стол не получился, потому что она сама рассказывала, они как-то даже вопросы как-то растерялись задавать, да, потому что то ли они учились по этим учебникам, да, тут Людмила Николаевна, Евгений Евгеньевич тоже, как-то они вот оказались не готовы, ну, не подготовил их к этому, но, по крайней мере, зато они вот всех знаменитых методистов знают в лицо, да. Ну, и в этот день мы закончили в Московском Московском городском педагогическом университете. Там был мастер-класс у Иоффе Андрея Наумовича. Для учителей он был организован. Мы приехали, тихонько посидели, но он тоже... Потом Андрей Наумович сам немножко поговорил, что тоже на них произвело такое неизгладимое впечатление. Ну и последний день, так как мы жили там в хостеле неподалеку от центра, мы организовали встречу. У нас два депутата Госдумы тогда были, оба они выпускники исторического факультета, ну, мои студенты бывшие. Я попросила, говорю, ну, ребята, встретитесь, поговорите со студентами в Госдуме. Ну, это экскурсия в Госдуму, на них произвела больше впечатлений, чем все места, куда мы посещали, будучи для того, чтобы стать будущими учителями истории. Все они выполняли рабочие задания в тетрадях. Про этот модуль я тоже писала, и, по-моему, журнал преподавания истории «История в профессиональной школе» опубликовал мою статью, да, в этом русле. В этом году, вот буквально мы 4 октября вышли на знакомительную практику. Для нас это достаточно новый опыт. Такого никогда не было вот в моей вот ближайшем времени. Это ознакомительная практика. То есть, в принципе, они выходят на месяц, не учатся, но при этом знакомятся только со школой. А сейчас же вот это пандемия, дистант, вот эти всевозможные все вещи как-то позволяют тому, что они в школу заходят, им даже не разрешают выходить из кабинетов. То есть как-то вот такого активного не получилось. А у нас в прошлом году, год науки и технологий, мы придумали проект, который я назвала 60 уроков 60-летию полета Гагарина в космос. И вот этой группой, которая будущая учителя истории обществознания, еще не слушавшие методику, мы провели эти 60 уроков. Но на 9-м уроке я подумала, что зря с этим вообще делом связалась, потому что мы написали, ну, школа нам прислали заявки, там было все сложно отрегулировать, но мы провели ровно 60 уроков. Я думаю, что если бы нам 3-4 курс не помогли, мы бы, наверное, вот этой группой будущих историков мы бы, наверное, не справились. Но, с другой стороны, они получили достаточно такой хороший опыт. Теперь мы про космос, они говорят, знаем все, да? Год науки и технологий. Мы приняли участие во всероссийском конкурсе «Моя Россия, моя история». Наша девочка одержала победу, выезжала на защиту проекта, но, видимо, эти 1,5 миллиона не получим, судя по ее. Сказали, что в декабре это будет известно, но я думаю, что очень неуверенно защищала. Ну ладно. Но мы продолжили проект в том плане, что с 4 октября, вы знаете, это был Международный день космоса. Вот мы выехали в Тункинскую долину нашей республики Бурятия. Это 7 часов на автобусе, 450 почти километров. Сама долина длиной 200 километров. И в этой долине находятся 3 объекта по изучению космоса. Наш институт солнечной земной физики СОРАН, это Иркутская обсерватория,
радиотелескоп и так далее, потому что больше 300 дней в году в Тункинской долине находится Солнце. Таких объектов в мире 3 всего лишь, да, и вот они как раз одни находятся у нас на родине. И поэтому здесь как раз связь изучения космоса и краеведения очень ярко, конечно, отобразилась. И поэтому в этом отношении студенты тоже получили рабочие тетради, провели вот эти 12 уроков в 8 школах и выполняли групповую проектную работу. И я думаю, что вот как раз собрала у них тетради, они говорят о том, что эта практика им показала, во-первых, научились анализировать собственную деятельность, наблюдать за своими студентами. Во многих заданиях нужно было наблюдать за местностью. Педагогам в целом это очень важно. Умение, которое нужно развивать. Научились задавать вопросы, ну и так далее, они пишут в своей работе. Ну и вот сейчас они проходят практику на местах в школах города Улан-Удэ, знакомиться, вот, продолжают свои гагаринские уроки проводить как внеклассное мероприятие и продолжают работать в этом русле. Но вот мы запланировали еще закончить, вот, завершить весь наш и гагаринский проект, и выездную практику еще одним модулем. Выезд в Москву мы будем повторять то, что мы были с магистрантами, но здесь просто немножко попроще мы варианты взяли, потому что они студенты, методику еще не слушали. Будем, кстати, вот здесь Роман Викторович Пазин нам в лицее Высшей школы экономики уроки дадут, которые мы посмотрим, проанализируем. Я думаю, с такими ведущими методистами, я думаю, у нас даже очень хорошо получится. Обещала Людмила Николаевна с нами круглый стол провести. Методика преподавания – это все-таки искусство, наука или ремесло, да? Ну и, конечно, посетить музеи, которые, возможно, в связи с отдаленностью не всегда получается. Думаю, для студентов это очень важно. И вот такие выездные образовательные модули, мы считаем, что они играют большое значение для именно формирования очень многих умений и навыков, которые происходят в процессе вот именно выезда, да, и проведенная работа, выполненное задание, которые они фиксируют в своих рабочих тетрадях, они эмоцию сохраняют здесь, сейчас, потому что каждый вечер они проводят защиту своих индивидуальных мини-проектов. И организация способствует формированию интереса к познавательной и творческой деятельности, повышает учебную мотивацию, создает условия для социального и профессионального роста, формирование логического научного мышления, ну и, конечно, развитие интереса к выбранной профессии, потому что они видят историка и учителя истории, который в сельской школе нас встречал, да, учителя истории в городской школе, а сейчас посмотрит на учителей истории в московских школах и подумает, что это интерес к выбранной профессии. Ну и выездной образовательный модуль позволит пообщаться с авторами учебниками, ведущими специалистами в области методики обучения истории, ну и, конечно же, уже потом применить свои знания на практике. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы. Спасибо огромное, Марина Геннадьевна. Ну, очень интересно. Очень интересно. Вот я хочу, что ли, попросить вас или призвать, что ли, чтобы ваши студенты приняли участие. Мы будем 30 ноября проводить всероссийскую конференцию с международным участием. Значит, актуальные проблемы исторических исследований. Можно там представить ваши любые исторические проекты с последующей публикацией. Значит, было бы вот послушать опыт ваших студентов, очень интересно было бы. Это будет у вас в Zoom проходить, да, конференция? Да, в Zoom будет. А вы пришлите, пожалуйста, информационное письмо. Мы обязательно, мы как раз сейчас разговаривали с вашим деканом о том, что может какой-то такой телемост организовать между студентами вашими, нашими. Да, вот как раз... это тоже, конечно. Может быть, до вас доберемся с очередным выездом. Обменяться опытом, да. Да. Спасибо большое. Как вам удается вот выезжать за счет практик, за счет чего? Вот финансовый вопрос вообще интересен. Да. Финансируете выездные вот эти ваши модули, это очень интересно. Дело в том, что в нашем университете поддерживается исследовательская деятельность, и студенты, которые получают приглашение на конференцию, им оплачивается дорога и проживание в виде материальной помощи. Поэтому мы сделали приглашение, что мы едем на конференцию, оформили материальную помощь, и нам выдали на дорогу и на проживание. Ну, на остальное там мы уже сами как-нибудь найдем. А вот тот первый выездной модуль мы организовали как по линии профориентационной работы. Самый дальний район нашей республики Бурятии. Нам выделили микроавтобус,
И мы вот на нем всю неделю колесили по Тунке, они выступали в школах, приглашали. И, кстати, у студентов получается гораздо лучше рекламировать, Профориентацию. да, профориентацию проводить, да, потому что они как-то рассказывают такие вещи, которые мы, взрослые, даже и не знаем, там про студенческую жизнь, про это. И вот у них как-то хорошо это получается. Поэтому я думаю, что вот этот опыт тоже можно совместить. Профориентационную работу и ознакомительную практику. Поэтому, ну и используем всевозможные ресурсы. А можно уточнить, то есть у вас ознакомительная практика не проходит на базе школы? Она у вас проходит на базе университета, да? Она должна проходить на базе школы. Да, да, вот как и должна. Да, да, как и должно быть. Но я уловила там, что там на ней... У нас первый опыт для меня был, что они оторваны от учебного процесса. Поэтому первую неделю говорю, давайте мы проведем знакомительную практику в сельских школах. Вот мы в селах там учителями истории разговаривали, они смотрели рабочее место учителя истории в селе. Ну, конечно, у нас там есть села, где вообще ничего нет, а есть села, где супер-мупер тоже оборудование. Ну, то есть... А сейчас они вот 2 недели стационарно в школе, про которые они официально прикреплены. Понятно. Спасибо. У нас тоже просто практика 6-недельная. Мы 3 недели на базе университета, 3 недели на базе школы. Да, вот это тоже поэтому надо... У нас всего лишь 4 недели. У нас 6. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное, Марина Геннадьевна. Вам спасибо, что дождались. Мы ждали из последних сил. Вот. Я чувствую, что конец вашего рабочего дня, замечательная конференция. Поэтому я думаю, что еще завтра продолжение будем слушать, учиться. Спасибо. Коллеги, ну давайте я подведу короткие итоги. Мы поработали уже более чем 2,5 часа. Работа наша шла. Тем не менее, наверное, никто не пожалел, что принял участие. Наверное, вот у нас был такой оптимальный вариант для работы конференции, для работы ее секции, когда присутствовали и ученые, и методисты, и, конечно же, учителя. То есть это такой идеальный вариант. Ну вот в каждом мастер-классе такой красной нитью шло словосочетание «историческая память». Действительно, историческая память – это такая важнейшая составляющая нашего воспитательного потенциала. То есть у нас была и работа с различными видами источников, и инфографика, и проекты, и кейсы, и музейная педагогика, и выездной образовательный модуль. То есть все это, конечно же, вписывается и играет важную роль, вот, действительно, не побоюсь этого слова, в лучших практиках, воспитательных практиках преподавания истории и обществознания. У нас хорошо присутствовал и этот региональный компонент, как было сказано Ришатом Радиковичем, совмещение такого национального, регионального, краеведческий компонент. Ну и, конечно же, любая конференция – это прежде всего общение, это прежде всего новые научные и методические связи. И поэтому, я думаю, каждый из нас обменяется своими контактами и продолжит уже общение на другом таком индивидуальном формате. Ну и чтобы все вот эти выступления как бы не ушли в пустоту, все материалы, они будут выложены в YouTube, они записываются, чтобы потом использовать в своей практике. Ну и, конечно же, важно опубликовать сборник. Мы планируем публикацию и электронного варианта сборника, и бумажного варианта. Поэтому некоторые из выступающих и спикеров уже прислали свои статьи.
Кто это еще не сделал, это можно сделать до 30 ноября. И мы планируем в декабре, в середине декабря это опубликовать. Мне кажется, что вот эта конференция, она как бы у нас шла как первая такая конференция, хотя и до этого у нас в рамках Дня учителя были конференции, но здесь еще вот не только учителя обществознания и права, но и учителя истории. Я думаю, будет, наверное, правильным, если будет продолжение этих конференций. Огромное спасибо всем спикерам, Ришату Радиковичу Калимуллину, Ольге Михайловне Хлытиной, Амирхану Шамилевичу Тимирханову, Светлане Геннадьевне Быковой, Эльвире Валерьевне Мухамедяновой, Марине Геннадьевне Цыриновой. Спасибо огромное. Если кто хочет тоже кратко высказаться, то пожалуйста. Многие спикеры нас уже покинули. Коллеги, завершаем. Всем спасибо. Завершаем. Всем спасибо. Мгм. Рады сотрудничеству.